если взять статистику, посмотреть, то получается 40% из всех потреб кредитов – это гаджет. По статистике Нацбанка 60% нашего населения закредитовано. Суммарный долг по кредитам у казахстанцев, он превысил 14 триллионов тенге. 14 триллионов, да, триллион, да, не 6 нулей, не 9, 12 нулей. Если хотите удостовериться, сядьте в автобус и проедьте, посмотрите, в автобусе у каждого самый последний телефон. Там и Samsung, и айфоны. Хотя это студенты, у которых, то есть, небольшая стипендия, да. Travel-компании, которые предоставляют умру в рассрочку через банки, да, через кредитование. Да. И тогда появляется другой вопрос. То есть люди же теперь пользуются вот этим продуктом кредитным и, получается, вгоняют себя в грех. В формате мудараба. Надо сразу говорить, мудараб – это инструмент, это механизм. Да, это получается, это шариатский формат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители подкастов Михраб КЗ. Добро пожаловать на очередной выпуск. И сразу же начну с того, что мы сегодня позвали наших дорогих гостей обсудить очень важную, интересную тему, касающуюся исламских финансов, финансовой грамотности мусульман, о том, что является дозволенным, что является запретным. И сегодняшнюю тему мы позвали обсудить Мурата Кылышбая, который является предпринимателем, финансистом, магистром исламских наук. Добро пожаловать. Рахмет, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. И второй наш гость – это Тимур. Он является руководителем отдела маркетинга компании Таяб. Добро пожаловать, Тимур. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам. Как всегда, дорогие гости, в самом начале хочу попросить вас обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь этим видео, потому что ваше активное участие помогает в продвижении нашего канала и полезной информации. Ну, а мы, наверное, приступим к первому вопросу. Как всегда, мы начнем с самого легкого. И давайте еще, наверное, облегчим сегодняшнюю информацию. Это попрошу вас немножечко рассказать про себя. Кто вы, какие у вас есть регалии, образование. Вот в последнее время Мурат ага часто появляется у всех в ленте по таким самым актуальным вопросам, которые до сегодняшнего дня почему-то многие не поднимали. Многие эти темы не затрагивали, такие как, допустим, рассрочка, там, кредит, ипотека, потому что на сегодняшний день это практически всех так захватило, и все этими инструментами пользуются, но не все знают, как их определить, что является дозволенным, что нет. Но мы дальше про этом поговорим. А сейчас просто знакомство. Еще раз ассаламу алейкум всем, хурмета достар. Спасибо за приглашение в шикарную студию. Рахмет. Про себя. Я, получается, последние 10 лет занимаюсь частным бизнесом, предприниматель. Есть компания, с которой мы основались с друзьями. В целом, последние 15 лет я в сфере финансов работаю. И, ну, бэкграунд у меня, первое образование – это политология, то есть я обучался в КАЗГУ, межотношения. Был разный опыт, работал и в банке, был и журналистом BBC в Лондоне, работал 2 года. В строительстве работал, возглавлял медицинский центр 3 года. Ну, самая основная карьера у меня была в области страхования, то есть я зашел как HR-директор в одну страховую компанию и закончил председателем совета директоров этой страховой компании. И с момента завершения этой части карьеры я потом перешел в свой бизнес. Но как я пришел в исламские финансы, это как раз-таки с собственных болей. Потому что в 2019 году я впервые, так получилось, я поехал на семинар Шамиля Аляутдинова по триллионерской тематике, 5-дневный семинар, и там впервые услышал термин «халал инвестиций». И мне как-то это зацепило это, и вот начал дальше исследовать, смотреть, изучать, а что такое халал инвестирование. Прочитал все его книжки, узнал в его книжке, в одной книге там была ссылка на стандарты АЙОФИ. Вот начал изучать, что такое АЙОФИ, вообще где это понятие, и в итоге завершилось тем, что я поступил в Малайзию на магистратуру. Получается, университет называется ИНСЕФ, и этот университет открыл Национальный банк Малайзии специально для продвижения темы исламских финансов. И в 2020 году мы с женой переехали в Малайзию, в общем, поступил. 2 года ушло на то, чтобы закончить. Вернулся, и вот, так сказать, с тех пор, вот, наверное, с этого года начал активно прям
взял намерение, что нужно заняться просвещением, потому что, чтобы создать халяльный рынок финансов, нужно этому вначале обучить, то есть так, чтобы люди понимали, что такое вообще халал-финансы. И, иншаллах, намерение такое, чтобы распространять эти знания, которые получил. Вот. И вот сейчас практически параллельно этим занимаюсь, то есть у меня есть свои проекты, свой бизнес. Но у меня обычно идет, я еду на работу, снимаю видео, в обед выхожу, снимаю видео, с работы выхожу, снимаю видео и выкладываю. Интересно примерно так получается, да. Вкратце, наверное, такая вот у меня история. Алхамдулилля. Власть, Тимур, брат. Ассаляму алейкум, рахматуллахи баракатух тоже. Я сейчас занимаюсь маркетинговым продвижением в исламском финтехе Таяб и также помогаю там другим ребятам, которые делают стартапы на рынке исламских финансов. Вот. Альхамдулиллях, я в исламе там с 2010 года, еще с университета, вот, но об исламских финансах, вот этого понятия у меня там вообще никакого не было никогда, да, и там самого вот этого термина муамалят, там я, возможно, там узнал только там к 2020 годам. Вот. Вот по специальности, по работе я там в 2018 году присоединился к команде Фридома, и также меня пригласили там руководить процессом запуска продукта ОГПО, это общее страхование, да, и я вот там понятия пока на тот момент не имел, что это там не совсем халяльные истории, вот, и разрабатывал этот продукт, то есть я отвечал за запуск сайта и за продвижение его на рынке. Вот, в 2019 году был принят закон об электронном автостраховании, и вот, получается, фридомовский сайт, вот, это был один из первых сайтов, который начал продавать эти страховки, он еще тогда он стал лидером онлайн-рынка по страхованию, и вот остается этим лидером по сегодняшний день. Вот. Это вот то, как я соприкоснулся вообще с рынком финансов, да. У меня примерно, наверное, похожая какая-то история, вот тоже со страхования начал. А с исламскими финансами я столкнулся непосредственно, когда воспользовался продуктом Аль-Хилял банка «Исламская ипотека». В 2020 году я вот взял ипотеку в Аль-Хилял банке и столкнулся с ужасным, неудобным сервисом, который предоставляет Аль-Хилял банк в плане там интернет-банкинга и так далее, да, то есть там я не говорю о том, что это мобильное приложение вообще не было, но более того, там не было там какого-то адаптива под мобильное устройство, то есть приходилось открывать веб-версию на телефоне, его так щипками увеличивать, это было максимально неудобно, а я же диджитальщик в этом плане, то есть я всегда за то, чтобы клиентам было удобно, вот, и вот в 2020 году я воспользовался этим продуктом, а потом начал писать им письма, нашел там их адрес там электронный на сайте и начал писать: «Ассаламу алейкум, меня зовут Тимур Мухтаров, я там пользователь вашего там продукта, клиент ваш, и вот занимаюсь диджиталом, вот могу вам помочь в этом. Да, то есть мне было обидно, что исламский финансовый продукт на рынке есть, и он при этом не этот такой, такой, короче. Но они мне не ответили, потом я им написал второе письмо, третье, и вот на одно из писем они мне в итоге вернулись с ответом, сказали: уважаемый клиент, валейкум ассалам, у нас на текущий момент 90% нашей аудитории, это, ну, наш бизнес, да? Это корпоративный сегмент, да? Мы там на продукты для физлиц вообще не смотрим. Вот, и вот тогда я, конечно, понял, что это не я такой умный, что это просто бизнес-модель, Аль-Хилял банк такая, да, и, ну и вот, зато это было отправной точкой в изучении исламских финансов, вот для меня тоже, да, вот эта история, и, собственно, я начал изучать, в 2022 меня там мой друг, хороший брат Азамат Кабдолов познакомил с одним из фаундеров Таяба, на тот момент еще не такого популярного, наверное, исламского финтеха, там было 20 тысяч пользователей, с Иваном познакомил меня. Вот я познакомился, мы там обсудили какое-то видение, там, видимо, это видение совпало, и в итоге мы с ним, там, я присоединился к команде Таяб в 2022, и вот с тех пор в этом проекте. Машаллах. Да. Я тоже про свою историю в исламских финансах чуть-чуть расскажу тогда. Я вам по дороге рассказывал же, да, что я являюсь учеником Махсатбека Кайыргалиева, и долгое время мы с ним вместе работали, и он является автором перевода книги Муфтия Таки Усмани «Исламские финансы». Мы вместе вот, да, работали над этой книгой, и с 2012 года, получается, вот весь вот этот этап и всю историю развития, становления исламских финансов я постоянно на контроле держу, потому что хочешь не хочешь, Устаз в этом всегда задействовал. Я все вот эти конференции, семинары, все, что происходит, все знаю.
Вот эту книгу хочу порекомендовать, если кому будет интересно. Книга называется «Исламские финансы». Автор Махсатбек Кайыргалиев. В этой сфере еще есть у нас один устаз, Ахмад Абу Яхья, который также является такой большой глыбой в сфере исламских финансов. И давайте, наверное, перейдем к тому, что просто объясним нашим зрителям вообще, в чем разница между исламскими финансами и просто финансами. Какая есть разница? Давайте, Мурат ага, вы, наверное, объясните. Ну, на самом деле, начнем с того, что в целом, получается, шариат – это законы Творца, которые покрывают, наверное, все аспекты жизнедеятельности мусульманина, начиная с его рождения, заканчивая его смерти. И наивно, наверное, полагать, что законы шариата покрывают только в части поклонения. Потому что зачастую, ну, если взять, вот, наверное, мировую статистику и всех мусульман в мире, то большинство мусульман соблюдают, получается, каноны шариата в части поклонения. То есть это обязательно пятикратный ежедневный намаз, это ураза в месяц Рамадан, не все выплачивают закат почему-то, ну и, соответственно, не все по возможности посещают хадж. И, к сожалению, на этом часть поклонения заканчивается. Но на самом деле законы Творца, они универсальные, всеобъемлющие, и Творец желает блага для всех своих рабов, получается, и поэтому законы шариата, они покрывают также и финансовую часть. Есть законы шариата в части семейных отношений, воспитания детей, там есть даже аспекты управления государством, там выстраивание дипломатических отношений, то есть это все покрыто в источниках. И, соответственно, финансы – это вот одна из частей в шариате, которая регулирует правильные финансовые взаимоотношения, то есть торговые взаимоотношения. И когда мы говорим традиционные финансы и исламские финансы, то отличие, наверное, в том, принципиальное отличие в том, что исламские финансы, они построены на принципах шариата. То есть то, что было предписано Творцом, и, соответственно, тот путь, который дозволен согласно канонам. В рамках вот этих дозволенных инструментов, получается, мы выстраиваем правильные финансовые взаимоотношения. Пусть это будет торговля, пусть это будет бизнес, взаимоотношения между партнерами. Ну, в этом, наверное, на мой взгляд, вот принципиальное отличие от традиционных финансов. Угу. Я бы хотел добавить, что у меня такой более простой, наверное, ответ в том, что традиционные финансы, они основаны, их основной заработок основан на риба, то есть на ростовщическом проценте. А в исламских финансах основной заработок, он основан на торговых операциях. То есть там риба под запретом. Риба, гарар, и майсир. Да? Я думаю, что чуть позже еще разберем эти понятия. Поподробнее, да? Вот здесь, знаете, еще хотелось бы начать, не переходить на тяжелую терминологию исламских финансов и более подробное раскрытие, затронуть вопрос финансовой грамотности вообще среди мусульман. У нас даже не то, что на таком высоком уровне люди не разбираются о том, что такое мудараба, мушараха, там, гарар, там, сложный процент, риба. Там у нас элементарно люди не умеют правильно формировать свой там семейный бюджет, вести аналитику там доходов и расходов. Может быть, как-то объяснить людям, для чего нужна вообще финансовая грамотность и зачем ее нужно повышать? Финансовая грамотность, если мы там тоже в определение пойдем, очень простыми словами, то что это? Это умение грамотно управлять своими средствами, да, то есть это навыки инвестирования, навыки бюджетирования, навыки, собственно, распределения средств. Но если мы добавим там дополнительное прилагательное исламская финансовая грамотность, то здесь добавляется еще один критерий – это «не навреди». Да? Здесь, то есть исламская финансовая грамотность, она предполагает управление, вообще накопление, сохранение и приумножение своих средств без вреда для окружающих. Потому что просто быть финансово грамотным, наверное, относительно несложно. Да? Просто депозит положил на 5 лет, под 14-15% годовых через 5 лет у тебя уже 2х2 эта сумма. Да? Но при этом, если мы посмотрим в суть этого депозита, то как эти деньги идут? Получается, мы даем в долг банку, банк берет эти деньги и дает долг тому человеку, кто оказался в ситуации, когда ему нужно взять кредит у банка. Получается, наши деньги, они идут под порабощение другого человека. То есть они создают вред для кого-то. Таким образом, ислам, мы в исламе это считаем аморальным, поэтому исламские финансовые грамотности, она по такому пути
не идет. Да? Если мы там посмотрим, к чему это приводит, то в Казахстане там вот на сегодняшний, то есть на прошлый год по статистике Нацбанка 60% нашего населения закредитовано. Суммарный долг по кредитам у казахстанцев, он превысил 14 триллионов тенге. 14 триллионов, да, триллион, да, не 6 нулей, не 9, 12 нулей. Да, и если мы скажем, почему 60, почему не 80, почему не 100%? Потому что 33% населения – это дети, оставшиеся процент, скорее всего, это старики. Получается, это 100% нашего населения, которое может взять кредит, оно взяло его. Да, при том, что там по статистике, опять же, МФЦА у нас там более 15 или сколько там процентов религиозно практикующие люди. Получается, люди не придают или, может быть, не знают того, что кредиты – это риба, да, и что их брать нельзя, или не придают этому значения. Хотя это единственный грех, за который Аллах Субхану ва Тааля в Коране обещает войну. Да. И поэтому вот здесь есть аяты же вот в Бакара суре, что вот Аллах разрешил торговлю и запретил риба. Кто получил увещевание, тот пусть и отвернулся, то тому прощено, что было ранее. А кто вернулся обратно, то его обитель – это вечный огонь. Это обещание Аллаха, вечный огонь, а люди там берут, там вот, утюг нужен, рассрочку там думают через банк. Хотя это, по сути, это потребительский кредит. Да. Да, и там разные продукты берут, вот 16-й iPhone сейчас выходит. И там для себя какие-то оправдания строят, типа вот сейчас там заработаю с этим телефоном, потом на садака дам. И это как писатель есть же, Сомерсет Мэм, он же говорит, мозг – это лучшее обезболивающее для совести. Мозг, он может придумать все, что угодно, но нужно как источнику, наверное, обращаться больше к Корану, да, и вот это увещевание, пусть Аллах там сделает данный подкаст как увещевание для тех, кто смотрит, и чтобы люди могли там в какой-то момент там передумать, если сейчас есть намерение там купить 16-й iPhone, да, через кредит. 1000 раз подумайте. Да, 1000 раз подумайте, потому что вот на 2 года берете там, откуда вы знаете, что вы 2 года эти проживете? А обещание Аллаха, вечный огонь, да. Поэтому это очень важно. Люди не придают этому большого значения, но тем не менее это очень важно. Правильно, да, вести быть, финансово грамотным именно с этой точки зрения. Здесь вот еще, знаете, да, вот то, что вот 16-й iPhone, телефоны, погоня за новыми машинами, вот сейчас у нас и льготное кредитование, погоня за каким-то мнением окружающих у нас очень сильно пагубно влияет. Возможно, у него и нету потребности ходить там, не знаю, там с 16-м айфоном, смело можно там ходить с 11-м, с 12-м, там теоретически он ничем не отличается. Но вот это мнение, то, что, ой, ты что, до сих пор там с 11-м, у нас... Наш менталитет почему-то он на это больше обращает внимание. Не нежели там какая-либо потребность, а что о нем подумают в обществе. Вот касательно этого, дорогие братья и сестры, вы никогда не угодите людям. Будь ты там с 16-м или с 15-м, какой бы у тебя ни был, но если твоя цель угодить людям, то это невозможно сделать. Это цель вообще недостижимая. Самое интересное, мне кажется, есть же в Коране «Зинатуль хаяти дунья», как раз в аяте, прекрасность от этого мира, который обманчивый, да, и на самом деле маркетинг, Тимур не даст соврать, построен таким образом, что ты никогда не угонишься, потому что ты купил сегодня 16-й, через год выйдет 17-й, или ты купил там последнюю модель Мерседеса, через пару лет выходит рестайлинг, твоя машина уже как морально устаревает, там через какое-то время выходит еще другая модель, и тебя постоянно... это все настолько маркетинг, так сказать, настолько уже, не знаю, там совершенствовался, что человек постоянно требует необходимость потратить, да, то есть потратить, а на этом зарабатывают же компании, получается. И вот в части то, что Тимур сказал, хотел добавить, очень актуальная тема. У нас в Казахстане чуть более 20 миллионов человек, получается, из них примерно половина – это работоспособное население. То есть, начиная там со зрелого возраста до пенсионного, примерно 10 миллионов человек казахстанцев, получается. И по статистике более 2 миллионов человек имеют просроченные долги. Вот Тимур сказал, что более 90% имеют кредиты, но по факту более 2 миллионов человек в Казахстане имеют просроченные кредиты более 90 дней, 90 плюс. Это получается 20% от работающего населения не могут платить по своим кредитам. И суммарно долги, именно проблемные долги
вот этих 2 миллионов человек составляет более 1 триллиона тенге. А как раз таки, причина, вот как мы сказали, рассрочка и маркетинг настолько сильно действует, что люди действительно заходят в эти обязательства, возможно, не понимая. В основном это молодежь. Говорят, если хотите удостовериться, сядьте в автобус и проедьте, посмотрите, в автобусе у каждого самый последний телефон. Там и Samsung, и айфоны. Хотя это студенты, у которых, то есть, небольшая стипендия, да, там они не работают где-то на попечительстве у родителей, но у них у всех последний телефон. Вот такая вот, как бы, к сожалению, картина. Ну и плюс по статистике, если посмотреть весь банковский сектор, сейчас вот взять статистику 10-летней давности банковской сферы, и вот сейчас, получается, потребительские кредиты превысили объем кредитования юрлиц. Получается, сейчас все банки больше раздают потребительских кредитов, чем выдают кредиты компаниям. Потому что для банка это выгодно. Например, если банк выдает один кредит одной компании, например, большой, предположим, вот компания Тимура, то я как банк несу риски того, что если вдруг завтра компания не будет платить, там еще что-то, мне выгодно вот эту одну сумму раздробить на 1000 физиков, мелких физиков, которые возьмут там по одному телефону, и процентная ставка по таким потребкредитам, она высокая. Соответственно, банк на этом очень классно зарабатывает. И структура, вообще, если взять структуру банковского сектора, портфеля, если взять, за последние 10 лет у нас произошла трансформация от кредитования бизнеса. Сейчас банковская сфера перешла в кредитование физиков, потому что это очень выгодная для банка модель. Ну, а на этом обратная сторона, что потребители как раз-таки получают эти, так сказать, невыполненные, то есть кредитные обязательства, часть из них, получается, не может платить вовремя и попадает в эти долговые ямы. Я вот, знаете, вспомнил такую картину сейчас, вот когда вы рассказывали, где-то это начало 2000-х было, я еще школьник был тогда, и на каждой остановке была такая вывеска, это эволюция, да, вот кредитования, кредит за 15 минут. И на всех остановках были такие мини-окошка, когда ты приходишь, там с удостоверением, ты оформляешь кредит. А сейчас, я думаю, тебе не надо никуда идти, ехать. До этого это была целая процедура. Потом ты берешь там за 15 минут. Сейчас ты берешь, открываешь телефон. Там, за минуту, да, идет одобрение. Да. Каспий банк за минуту. Поэтому у людей, наверное, соблазн такой. Вот. Я хочу сказать, что вот это ваше вот чувство, которое вы испытываете, что вот этот вот предмет вам здесь и сейчас нужен, легче его перебороть, чем потом нести вот эту всю груз ответственности в течение там 12-6 месяцев, я не знаю. Лучше в моменте себя перебороть. У нас же такая же вот потребность, вот чайник, утюг, там элементарные вещи, которые ты можешь, купить там не брендовые, да, купить там БУ, если тебе там на то пошло, там, сэкономь свои средства. Один вот наш коуч казахстанский, знаменитый бизнесмен, тоже крупно говорит же, что вот это ваша закредитованность, допустим, взяли кредит, вы берете в ущерб своим там будущим потребностям. То есть ты взял на 2 года, все, ты считай 2 года, ты в минусе живешь по-любому. И это надо всегда учитывать. Вот опять-таки, еще раз подтверждение ваших слов. Статистика, я смотрел. Вся рассрочка в Казахстане, эти потребкредиты, на какие цели люди берут кредиты, потребкредиты, зачастую говорят, что из-за того, что у населения мало денег, уровень зарплаты очень низкий, поэтому большинство людей берут потребы, да, потребительские кредиты. Но если взять статистику, посмотреть, то получается 40% из всех потребкредитов это гаджеты. Развлечения. Айфоны, там, айпэды, там, гаджеты, получается. Вторая категория это компьютеры, компьютерная техника и бытовые приборы. И получается, опять-таки, если спрашивать, насколько вот эти гаджеты являются реально жизненной необходимостью, что человек заходит в рассрочку, которая не халал, да, по структуре, мы об этом еще поговорим. То есть это тоже спорно, насколько это реально является жизненной необходимостью или нет. Это же не товары первой необходимости. Я еще вот заметил такую тенденцию, помимо того, что и телефоны, гаджеты продают, сейчас очень актуально продаются туры. Это вообще страшная сейчас такая тенденция. Да, потому что, опять-таки, вот один из банков, который это продвигает, Travel, да, я общался с многими предпринимателями, которые занимались и до сих пор занимаются, мелкий и средний бизнес, который продает путевки. И получается, на первом этапе сотрудничества банк заходил и предлагал турфирм, например, если у Тимура турфирма, они говорят, давай мы твоих клиентов будем
финансировать, кредитовать, а ты продавай свои туры. И для турфирмы это было выгодно, то есть он продает пакет, банк финансирует, получается. И так 2 года банк сотрудничал с турфирмами. Но на каком-то этапе, когда у банка уже была вся статистика, вся информация, банк решил открывать свои туры. И, по сути, те предприниматели, которые ранее продавали через банк, сейчас они остались не у дел, потому что банк продает уже свои готовые туры в телефоне, в рассрочку на 24 месяца, то есть тебе не нужно даже идти в турфирму, да, там это же модель Амазона. Амазон продает и смотрит, какие товары, продукты самые продаваемые, и потом начинает производить эти товары, а тех отключает. Но у нас много кто так делает. А это хит, потому что большинство людей, к сожалению, для кто не путешествовал, для них это какой-то, наверное, шанс в жизни поехать в турфирму, повезти свою семью куда-то за рубеж, и он думает, ладно, возьму на 2 года, там как-нибудь рассчитаюсь, и раз на эмоциях этот тур покупает, а потом, когда каждый месяц счета приходят, это психологически тоже очень сложно. Я еще видел таких людей, которые уже переходят в такую стадию, как у них азарт появляется уже. Они без кредита уже не могут жить. У него, если нету этого сзади, грубо говоря, висячего этого подзатыльника, что сейчас, если ты не заплатишь, тебе будет а-та-та. И у него уже возникает эта мотивация работать. То есть, если этого нету сзади, щелчка, он не работает. Он не будет не двигаться, не шевелиться. А как только у него есть этот сзади рычаг, который если ты не оплатишь, тебе будут последствия такие-то. Я таких даже людей встречал, которые намеренно берут кредит для того, чтобы зарабатывать. Чтобы был какой-то стимул, да? Чтобы у него мотивация была. Да. Что у него надо каждый месяц такого-то числа выплату делать. Некоторых людей это мотивирует даже. Интересно. Да, это же современный тренд, когда коучи и так далее советуют брать какие-то вещи, которых ты достоин. Да? Может быть, ты это не можешь себе позволить, но ты их должен взять, а потом ты будешь, работать и создавать для себя в голове какие-то причины, чтобы оправдать эту покупку и так далее. И, это способствует росту. Наверное, это обманчиво. Это очень обманчиво. Хотел такую мысль одну только предложить, высказать. Начали же с финансовой грамотности. Да. И если взять финансовую грамотность именно и исламскую финансовую грамотность, да, то есть, получается, выстраивать правильные финансовые взаимоотношения через призму закона шариата. И получается, можно будет, наверное, наращивать в целом финансовую грамотность и потом на нее накладывать знания шариата в торговле и приводить в соответствие с шариатом. Но есть и другой вариант, когда человек, например, может изучить законы шариата в торговле, то есть основные запреты, то есть это риба, гарар, майсир, мы об этом еще поговорим. Но если человек поймет фундаментальные принципы, как это работает и почему это существует, он может на базе этих ценностей выстраивать правильные финансовые взаимоотношения, потому что тогда он не будет заходить в другие спекулятивные инструменты, тогда он не будет заходить в какие-то дополнительные обязательства. То есть он через эту призму, на самом деле, наверное, мудрость в этом и заключается, что как раз-таки благодаря этим основным законам мы можем, так сказать, грамотно и правильно выстраивать свои деньги, так сказать, чтобы это благом для вас, для человека, для его семьи. И можно и так тоже выстраивать, как раз-таки через законы шариата в торговле заходить в вопрос финансов. Правильно. Альхамдулилля. Это мы сейчас постараемся дать нашим зрителям еще один такой фильтр. У нас до этого, если все подкасты посмотреть, мы где-то говорили, как не попасть в секту, как не попасть в заблуждение, как сохранить свою акиду, как сохранить свой ахират, как правильно выбрать устаз. Много чего мы обсуждали, халяль и харам в вопросах еды. Сейчас мы обсудим, иншаллах, в дальнейшем на подкасте именно надо дать такой фильтр, допустим, чек-лист, топ-5 вопросов любому мусульманину, который, изучив их, может понять, что ему можно делать, а что ему нельзя делать. Далее хотел бы задать, наверное, такой вопрос. Какие ошибки чаще всего совершают вообще мусульмане в управлении своими финансами? Будь то он бизнесмен, либо же просто как потребитель. Планирование финансов, я бы еще хотел сказать, допустим, заработная плата у человека 500 тысяч тенге, да, как правильно распланировать ему свой семейный бюджет, дети, школа, садик, тот же самый телефон, откладывать ли финансы свои или нет, где их копить,
депозит, там, какие инструменты есть? Вот в части предпринимателей, наверное, могу сказать, вот в части предпринимателей, из того, что я вижу, очень, наверное, главная проблема многих предпринимателей – это то, что есть недоговоренность на самом начале. То есть начинают бизнес, есть примерное понимание. Есть же такой принцип, бизнес-модель должна поместиться на салфетке, да? Да. То есть нарисовали, в бизнес-модель примерно понятно, но всегда есть детали. И получается, зачастую ошибка многих предпринимателей в том, что детали не прописываются и не договариваются в самом начале. А это требования шариата как раз таки. И в результате приходит какой-то момент, либо обычно, когда бизнес идет, деньги идут, проблем нет. Когда какие-то сложности в бизнесе появляются разрывы кассовые, тогда начинаются проблемы, да, и, соответственно, начинаются предъявы, так сказать, разборки, кто что, а это результат того, что в самом начале просто не договорились. На берегу, правильно, на берегу. И вот как раз-таки неопределенность – одна из запретных элементов, вот, гараж, да, мы об этом еще поговорим, но зачастую в бизнесе вот эта неопределенность, она присутствует во многих партнерствах. А как раз задача шариата убирать вот эту неопределенность, вот эти риски, вот эти, получается, непонятные моменты, они должны быть на самой первой точке, отправной точке, их нужно убрать, и, соответственно, тогда в будущем у вас не будет каких-то проблем. Но большинство просто не доходит до вот этой скрупулезной работы, прописывания, регламентирования, кто, за что, почему, в случае это требует, такой основательной работы, но большинство предпринимателей, даже крупных предпринимателей, к сожалению, этого не делают. Это делают иностранцы. Вот если взять крупный бизнес, иностранцы, которые, если они инвестируют в какой-то проект, то там обязательно юридическая компания, которая составляет вот такие договора, где прописаны все условия. И, соответственно, это требования шариата в том числе. Как раз таки, что будет, если будет вот так-то, а что будет, если будет вот так-то, то есть так-то, вот так-то. То есть эти все сценарии, все нюансы, возможные сценарии, они должны обговориться в самом начале. И, соответственно, завтра между партнерами не будет никаких противоречий. А шариат за то, чтобы, наоборот, уменьшать плохое и распространять благое. Вот это основная цель. И вот в бизнесе я очень часто это вижу. Очень интересно, да? Мы почему-то упускаем этот момент, да? Я даже сам вспомнил сейчас, когда с кем-то договариваешься, и действительно поверхностные какие-то вещи обговариваете, и там по рукам бьете, а потом в ходе процесса у тебя, оказывается, это не решили, то не решили, это не решили. Это действительно пагубно влияет потом и на отношения, и вообще на твоем авторитете. Почему мы упускаем такие детали? Субханаллах. Очень красивое напоминание было. А в части обычных, так сказать, обычных мусульман, братьев, сестер, из того, что я вижу в вопросах грамотности финансовой, я вижу две крайности. Одна крайность – это когда определенная категория людей боятся слова «процент». Для них все харам. И говорят, даже слово «процент», они воспринимают, что процент запрещен в исламе, в шариате, соответственно, все, что касается процента, воспринимается как что-то такое плохое, автоматическое. Хотя процент – это просто математическая же формула, которая используется для расчета той же самой прибыли, доходности. То есть, в принципе, сам по себе процент, он нормальный. А это одна крайность, которая из-за отсутствия каких-то знаний, возможно, они максимально избегают всего, то есть сторонятся всего и не заходят никуда. А вторая крайность – это как раз-таки наоборот, то есть понимание, что нету основательной базы, это можно, кредиты можно, депозиты можно, то есть это другая крайность, которая тоже, к сожалению, не владея информацией, нарушает основные, даже такие простые принципе, да, получается? Я часто говорю, что проблема не в существительном процент, проблема в прилагательном, который стоит перед этим словом. Либо торговый, либо ростовщический. Да. Тимур, еще один вопрос, который я хотел бы задать вам. Как исламские принципы могут повлиять на выбор карьеры, либо же ниши в бизнесе для мусульманина? Я думаю, что данные принципы, они будут идти по некому градиенту, как есть же пирамида Маслоу. Есть сначала основное, критически важное, да, потом что-то очень важное и просто важное. Да. И критически важное – это то, конечно, что не нужно связываться в работе или если мы предприниматели, свою жизнь с какими-то харамными историями. Да. То есть это что? Это не нужно участвовать в
в производстве или продаже алкоголя, например, или табачной продукции, или, возможно, как-то участвовать в азартных играх, ну или и всем, что приносит вред обществу. Да, это первое. Второе, это, конечно, сторониться риба, да, то есть не работать в банках традиционных или там в традиционных МФО, ну, микрофинансовых организациях, микрокредитных организациях. Вот, это то, что относится к критически важному пункту, да. Второе, это, конечно, нужно проявлять справедливость или честность, я не знаю, как сказать. Если ты там наемный работник, то там, по отношению к своему работодателю, то есть выполнять качественно свою работу, поставлять, вот, не знаю, что является там, твоим конечным продуктом, вот это, чтобы конечный продукт был хороший, да. И если ты, опять же, ты предприниматель, то справедливость и честность по отношению к своему клиенту, да, тоже поставлять качественный продукт или услугу. Ну и третье, важное, это, наверное, социальная и экологическая ответственность. Да? Некоторые называют это миссией. Это когда мы для себя задаемся вопросом, для нас миссия что является? Это заработать деньги или помочь нашему джамаату? Да? Заработать деньги на самом деле неплохая цель. Да? То есть многие так живут, зарабатывают деньги. Но опять же, если мы там ставим для себя там, помочь джамаату, то здесь чуть-чуть другие эти, как сказать, вопросы нужно себе задавать. Например, да, мы можем там, например, разобрать вот рассрочку на умру, например, этот продукт. Вот сейчас, не знаю, там есть, нет, ну вот рассрочка на умру. А является ли это чем-то, ну, чем-то помогаем ли мы джамаату, если вот запустим такой продукт? Если мы с точки зрения там заработать, конечно, мы заработаем. Очень много мусульман хотят этот продукт. Но поможем ли мы мусульман в чем-то, решим ли какую-то проблему? Но неизвестно. Умра же, она же по сути своей сунна, не фард. Да? И ну, когда ты заработаешь, чтобы полностью оплатить, тогда ты и оплатишь. Ну, как бы для тебя, ну, тогда это будет нормально. Ну, вот такое мнение. Но опять же, если тут добавляется еще один критерий. На рынок вышли игроки, travel-компании, которые предоставляют умру в рассрочку через банки, да, через кредитование. Да. И тогда появляется другой вопрос. То есть люди же теперь пользуются вот этим продуктом кредитным и, получается, вгоняют себя в грех. Да. Да? И вот теперь же вот эта рассрочка на умру, халяльная рассрочка на умру приобретает другой оттенок. Теперь же важно этот продукт делать. Необходимо. Потому что, да, необходимо, потому что нужно предоставить альтернативу нашему уме, джамаату, да. Вот в этом случае важно. То есть, опять же, да, миссия какая. Если мы там решаем какую-то боль, то делать. Если не решаем, то, не знаю, может подумать, может найти для себя эту миссию. Вот этот момент я последние 3 месяца изучал. Рынок вообще вот хаджа, умры. У нас есть порядка там 130 компаний на рынке. Из них есть такие компании, которые за сезон, за период там 8-9 месяцев отправили порядка 8 тысяч, что ли, паломников. Из них 90% это кредитование. И альтернатива здесь оперативно нужна. Вот многие не любят это слово альтернатива, некоторые будут меня ругать, но это та сфера, где действительно нужна альтернатива. Нужен такой продукт, который бы сменил вот это кредитование на халяльные продукты. Я, кстати, вот общался с одним из акционеров компании крупной, который занимается эксклюзивно отправкой в хадж и в умру. Вот он мне рассказывал, что был период, когда компании сами давали от себя рассрочку. Да. Но потом столкнулись с проблемой, что те, кто съездили в хадж, не возвращали деньги. Вот настолько, как бы, это вторая сторона медали, когда как бы есть, понятно, компании, которые предоставляют это, но есть же потребитель, который этим злоупотребляет, получается. И получилась такая ситуация, что на рынке вот такие ситуации происходили, и кто-то из турфирм пошел в банк и, соответственно, начал продавать банковскую, то есть в рассрочку через банк. И, соответственно, у этой компании продажи пошли. Да. Остальные все компании стояли, смотрели, как бы, видимо, что делать, и, и получилось, что как массовое сознание, или получается, пошли, и получилось, что сейчас практически все турфирмы. Весь рынок на этом. Весь рынок на этом сейчас сидит, получается, да, к сожалению. Здесь, видите, вот эта тенденция, она как пошла? Вот я помню, после карантина, когда пошел большой всплеск, и когда само Королевство Саудовской Аравии убрало
некоторые критерии по получению визы, как бы доступ в священные места, он облегчился. И, естественно, множество компаний открылось, конкуренция сильно возросла, те цены, которые были, они стали неактуальны, они стали неконкурентны, и придумали вот эти вот инструменты вначале вот именно компании давать в рассрочку. Но некоторые компании после того, как они выдали эту рассрочку, они обанкротились, потому что возврат того, то, что они отдают, у нас вообще практически нету. И вот это я хочу вот сделать напоминание, потому что я знаю много учредителей именно вот хадж-компаний, которые из-за этого очень сильно страдают. Отдают человеку деньги, допустим, туру вот в рассрочку, человек едет в хадж, да, вот напоминание именно тем, кто поехал в хадж, в умру в долг, сильно залазите в чей-то хак, это страшный грех. Вы едете делать одно из величайших поклонений уже греховным путем и возвращайте эти деньги. Потому что у меня близких друзей, у которых есть свои компании, порядка 5 человек. И есть те, у кого там сотни тысяч долларов вот так вот лежат у кого-то, у людей. И у мусульман даже намерений нету возвращать. Они, видите, в чем проблема? У нас нету таких инструментов, которые бы как-то ограничивали там доступ, я не знаю, блокировка карт, выезд за пределы там республики, допустим. Таких инструментов нет, и люди считают как-то этот долг, ну, пусть он висит как долг, мне же за это ничего не будет. У них нету понимания того, что он в первую очередь отвечает за это перед Всевышним, а потом уже вот эти вот все второстепенные инструменты, которые можно было на него наложить, там арест счета, там, я не знаю, там, выезд за границу там запретить. В общем, это вообще печальное. Ну, то есть, смотрите, в основу хукм что говорит? Если вообще совершение умры по нашему масабу это сунна, суннат амал. Да. Но если у человека, например, есть долги, и у него нету четкого понимания, что он выплатит за эту рассрочку, то по нашему масхабу ему лучше не ехать на умру или на хадж, получается. И как раз таки, если смотреть, ну, это же как знание наших ученых же. Соответственно, если человек понимает, что он не может выплатить, тогда ему лучше, ну, следует отказаться от такой умры, лучше накопить деньги, так сказать, поработать, сэкономить. Я вот люблю приводить пример. У меня тетя одна, она копила больше года на умру. Уже, ну, как жұмыс істеп тұрмаса откладывала, и вот через год накопила свои деньги, поехала, заплатила. Настолько была счастлива, вот она приехала, да. У нее нору там за километры светился, настолько вот она была вот действительно, то, что она действительно сама сэкономила, сама это все как бы такую цель себе поставила, достигла, поехала, совершила паломничество и приехала прям очень такая счастливая. Можно же, если нужно же, просто вот я не представляю, это сотни, даже тысячи людей, наверное, которые должны хадж-компаниям. Здесь еще я бы хотел добавить, это не оправдание для клиентов, наверное, то, что вот эти хадж-компании, которые отправили этих людей в рассрочку и потом теперь не может дождаться денег, условия договора, то есть тоже надо достаточно жестко прописывать по отношению там, к клиентам, по отношению возврата долга, какие последствия будут. То есть рычаги нужно иметь, потому что если рычагов нету, то клиенты, конечно, у него появится соблазн, что не вернуть и так далее. Поэтому не нужно подвергать своего клиента этому соблазну. Да? То есть нужно вот, Мурат Ага вчера рассказывал, я вот обратил внимание в сторисах, да, вот, кстати, подписывайтесь. Про, например, там, про ПКБ, да, это же тоже инструмент того, чтобы скорить своего клиента, проверять и кредитную историю. Если он там жесткий неплательщик, то... Зачем с ним связываться? Тогда, да, и не нужно с ним связываться. Ты сначала свои кредиты закрой, а потом ты уже там, да, подавай заявку там, на рассрочку и так далее. Вот я с этой стороны, то есть хадж-компании тоже должны со своей стороны вот этот... Ответственность чувствовать. Да, ответственность чувствовать, там все очень хорошо прописывать юридически. Это мы опять же вернулись к тому, что вот все условия договора, которые есть, нужно прописывать. У нас и хадж-компании, к сожалению, тоже... Едешь, умра, едешь, да, там сколько, 500 тысяч, на 6 месяцев подели, все, давай. Ни договора нет, условно, он даже, может быть, и его не знает, там, фамилия, имя, отчество, ничего не знает. Все как-то вот так вот, где-то что-то... Ну, сейчас действительно, вот Тимур правильно сказал, есть инструменты, по которым можно, тем более сейчас это можно очень просто делать и проверять
как кредитную историю человека, да, то есть он платежеспособен, есть ли у него какая-то плохая история. Если есть плохая история, это звоночек, мне кажется, для того, чтобы подумать, а стоит ли такому человеку давать вообще в рассрочку. Мы путем обсуждения такой боли подошли, наверное, уже к такому вопросу. Что такое вообще рассрочка? Дозволена ли она? Потому что, видите, практически во всех сферах мусульман она есть. Даже в хадж едут в рассрочку. Я не говорю уже про телефон, ноутбуки, еще что-то. Но люди совершают свое одно из важнейших путешествий за всю свою жизнь путем харамных денег. Рассрочка сама по себе в шариате есть такая концепция, она дозволена, называется мурабаха. И получается, если я продавец, я продаю товар, у меня есть несколько опций. Я могу продавать как за наличный расчет, так и в рассрочку, получается. И эта концепция мурабаха, это считается добровольная продажа, где есть определенные критерии между продавцом и покупателем, и я должен прозрачно показать свою себестоимость. Например, если я продаю свой товар Тимуру, я должен сказать, что если он покупает за наличные, то это стоит, например, $1000. Если я продаю в рассрочку, то это будет стоить $1400. Да. И свою наценку я должен прозрачно Тимуру показать, чтобы он оценил и дал свое согласие. То есть стоит ли ему сейчас переплачивать, покупая этот товар в рассрочку, или же ему легче сейчас как-то найти варианты и купить за наличные здесь и сейчас, получается. Условия халяльной рассрочки подразумевают, что я должен быть владельцем товара. То есть это должен быть мой товар или же моя услуга, которую я оказываю. Соответственно, сумма наценки, те же самые плюс $400, которые, если я продаю в рассрочку, они должны быть зафиксированы. То есть, и эта наценка в $400, она не должна никаким образом меняться. Даже если Тимур мне не платит вовремя. То есть для меня критерий справедливой сделки заключается в том, что, например, есть покупатель в лице Тимура, есть продавец в лице Мурата, есть конкретный товар, предмет договора, например, тот же самый телефон. Для того, чтобы сделка была халал, я должен максимально дать исчерпывающую информацию про свой телефон, чтобы Тимур понимал, что он покупает. Эта неопределенность, если я буду продавать свой телефон из-под стола, прилавка, Тимур, когда покупает, он, например, не знает, что за телефон я продаю, и есть неопределенность, и такое нельзя, получается, это гарар. Соответственно, чтобы сделка была халяльной, то есть я должен как продавец дать исчерпывающую информацию, этот телефон должен быть мой, де юре и де факто, получается. И третий пункт – это как раз-таки согласие. То есть если я предлагаю, то есть я дал полное описание своего товара, я предлагаю Тимуру купить этот товар в рассрочку за $1400, рассрочки на 12 месяцев, согласен ли Тимур купить. И, соответственно, если Тимур дает свое согласие, мы оформляем это письменно, и это будет халяльной сделкой, потому что покупатель принял эти условия, продавец, соответственно, все прозрачно показал, рассказал. А в случае просрочки, соответственно, для меня цена не должна меняться. То есть я продал за 1400, в результате я должен получить 1400, не меньше, не больше, получается. Машалла. Да, поэтому... Здесь на примере, если допустим, объяснить зрителям, что было понятно, все существующие в современном мире маркетплейсы, получается, они же не являются собственниками этих товаров, но при этом они имеют свою уже прибыль с них, да? Да, проблема именно банковской рассрочки в Казахстане и во многих странах, получается, заключается в том, что, например, если я тот же самый продавец телефона, Тимур у нас покупатель, а вы если банк, получается, я продаю свой телефон не банку. Сейчас я также продолжаю продавать свой телефон Тимуру. Да. Единственное, банк кредитует Тимура, чтобы он купил телефон у меня, получается. Да. И в этом, с точки зрения шариата, есть проблема, потому что нету реальной покупки товара. То есть, если бы я продал свой телефон банку, и вы бы уже напрямую перепродавали в рассрочку, это было бы халал, то есть по большому счету. Потому что я как добросовестный продавец продал свой товар, а вы дальше уже продаете уже как владелец этого товара. Любыми инструментами, которые ему нужны. Да, которые нужны. А по факту, что сейчас происходит в нашей банковской рассрочке, я как продавец, как владелец товара, продаю свои товары человеку, загоняя его в банковские инструменты.
та же самая рассрочка с пеней, получается, либо там опция кредитования, может быть, получается, человек берет, получает кредит для того, чтобы купить этот телефон. Это мы еще не зашли даже до момента штрафных санкций, да, по поводу пени, там вот. Я хочу, чтобы, понимаете, у нас подкаст нацелен на такого обывателя, которому надо вот так по пальцам объяснить, чтобы ему было понятно, потому что многие, когда слышат вот такие прям термины, терминологии, стараются избегать, и люди до сих пор не понимают, а почему вообще рассрочка не дозволена. У всех вот рассрочка же дозволена, дед. Но первое, это то, что вот я, как вот в виде банка, не купил у вас, допустим, вот этот телефон себе в собственность. Я не являюсь его владельцем и перепродаю, допустим, Тимуру. Да. Я даже ему не передаю, я просто кредитую его, занимаю ему деньги, да? Да, то есть, получается, сейчас вот, на самом деле есть форматы халал-рассрочки. То есть, например, я писал просто работу тоже по рассрочке в Малайзии, и есть примеры халяльной рассрочки в Саудовской Аравии, в Эмиратах, то есть, и там есть маркетплейсы, которые реально покупают товар. В России есть, я знаю. Да, и получается в халяльной версии, например, если я предприниматель, я продаю свой товар маркетплейсу, а дальше маркетплейс добавляет свою маржу и уже перепродает в рассрочку конечным потребителям. И это халал, то есть получается в этом нормально. Но в текущей банковской рассрочке проблема, что нету сделки купли-продажи между продавцом, как если я продаю товар, и банком. А получается, что идет прямая продажа. Банк здесь участвует как просто посредник, который выдает деньги через недозволенные кредитные инструменты, получается. Здесь еще, знаете, вот такой хотел пример привести, чтобы было более понятно. Надеюсь, зрители поняли. Но есть еще такой момент. У нас без участия банка многие коммерсанты так делают. Является ли это дозволенным или нет? Допустим, вы там производите зерно, допустим, да, у вас свои поля. Там я у вас теоретически договариваюсь вам, что у вас 100 тонн стоит там 10 миллионов тенге. Прихожу к Тимуру, говорю, там, 10-200. Я у вас не покупаю зерно. Я у него беру 10-200, вам отдаю. А так можно делать? Вот, допустим, я у него 10 миллионов 200 взял, я у вас не купил зерно, я не являюсь ее владельцем, оно все еще ваше. Да, это получается, в шариате этот концепт называется салям. Это исключение из правил. Вообще получается, по шариату, как базовый принцип, чтобы продать товар, вы должны быть его владельцем. Да. Этот товар должен физически существовать, вы должны быть юридически, то есть владение должно быть либо физическим, либо конструктивным. То есть, например, физически телефон я держу в руках, а конструктивно, если я заказал, где-то купил телефон, он едет в дороге, он уже мой, то есть я подписал договор купли-продажи, это мой телефон, он просто придет через 2-3 дня, я его тоже могу продать. И вообще разрешение на договора салям, как они пришли, когда вот именно пришел запрет на риба, именно сура Аль-Бахара, 275 аят, когда Аллах Та'аля не спасал этот аят, когда поставили финальную точку, что риба запрещена. Все, это харам, точка, как бы все, кто будет это делать, они будут гореть в аду. То есть, это такой жесткий аят, который, когда точку поставили, после этого сахабы пришли к нашему пророку, саллаллаху алейхи, и до этого они брали кредиты. Те же самые сельхозники, они брали кредиты у ростовщиков, брали деньги, платили процент. То есть, эта практика была в то время. И когда запрет на риба пришел, сахабы пришли к пророку, саллаллаху алейхи, и сказали: мы не хотим попадать в грех риба, но у нас нету денег, чтобы профинансировать, то есть купить семена, то есть засеять, получается, сделать засев. И он разрешил им, получается, продавать товары, то есть именно сельхозтовары. Например, если я сельхозник, было разрешено брать, то есть совершать продажу. Например, 100% я могу урожая, с будущего урожая, то есть я могу брать 100% деньги и зафиксировать стоимость, продать свой товар, будучи не имея этого товара на руках, получается. Потом эти деньги использовать для того, чтобы там купить семена, то есть все это сделать, но есть четкие критерии, как это делать. И вот эта концепция была исключением из правил. Это называется салям. В современных реалиях это как раз-таки дропшиппинг, вот про что вы сказали. У меня нету товара на руках, я его продаю через интернет, беру деньги, 100% получается оплата, потом я этот товар поставляю. Но там есть правила, то есть получается, этот товар не должен быть какой-то редкий товар. Смысл такой, что, например, вы Тимуру
продали этот товар. Если вы продали там какие-то космические технологии или там, не знаю, там какой-то там редкий элемент, который производит только, например, одна компания. Был там проект там Росатомпром, по-моему, какие-то там эти золотые слитки там или какие-то. Если вы такое продали, и где вы покупаете, например, конечно, если он вам отказал, то у вас нету другого варианта. Поэтому требования Салям, вы им должны продавать товар, который свободен, доступен на рынке. Например, если вы продаете там, телефоны, вы взяли предоплату 100%, и если я, как ваш поставщик, вам этот телефон не поставил, с вас обязательства не снимаются перед Тимуром. Должен быть поставщик. Вы должны поставить в любом случае, да, вы должны иметь канал 1, канал 2, канал 3, чтобы в случае, если канал 1 вас подвел, вы должны пойти, даже если, например, я вас обманул, вы мне заплатили, я вам ваш товар не поставил, но у вас есть обязательство поставить этот товар перед Тимуром. Вы должны за свои деньги пойти, купить этот товар, ему поставить, потому что между вами и Тимуром была справедливая сделка, и он вам 100% деньги заплатил же, то есть он ожидает, что вы в договоренную дату этот товар ему поставите. И это правило дропшиппинга именно в халяльной версии, то есть получается, с вас не снимаются обязательства. Это чуть-чуть другой пример. Я предлагаю вот этот пример с маркетплейсами разобрать, в плане примера, да. Я думаю, Мурат поправит, если я ошибусь. Вот телефон 100 тысяч, возможно, стоит, да, для нас, который мы видим на маркетплейсе. По факту вот этот телефон финансируется банком не за эти 100 тысяч. Он там, сам мерчант делает скидку для банка, финансирование, да, и он, например, продает его там с 20% скидкой, телефон стоит 80 тысяч. Получается, банк финансирует меня на покупку этого телефона 80 тысяч и говорит, но вернешь мне за него 100 тысяч. Вот эти 20 тысяч, которые я там доплачу сверху, вот это является ростовсическим процентом. Да, и это вот, опять же, даже еще не доходя до там, штрафных санкций, до пени и так далее. Вот. Ну, это очень так. А есть еще вроде такие, которые даже не повышают вроде бы стоимость товара, который они продают, но взимают его вроде бы в качестве оказываемой услуги после. Допустим, вот у меня, как у предпринимателя, телефон стоил 100 тысяч, он на маркетплейсе также и стоит 100 тысяч. Но они это просто под другим соусом преподносят. Не как наценка на товар, который мы у тебя взяли за 80, продали за 100, а как комиссия за оказываемую услугу. Допустим, после продажи, если они у тебя за 100 тысяч взяли, за 100 тысяч продали, 15% у тебя снимают. И далее уже потом еще есть штрафные санкции, и пени и так далее. Вы имеете, банк снимает, да? Да. Да, банк, да. Это же как комиссия. Комиссия банка де юре это за рекламу. За то, что банк рекламирует, например, мой телефон рекламирует на маркетплейсе, и когда я совершил продажу Тимуру, с меня банк снимает комиссию де юре как бы за рекламу. Но при этом банк, он не владелец, он не покупает телефон, не перепродает его. Если бы он перепродавал, это одно дело, да. Но тут он просто финансирует, и все. Но если вкратце, вот касательно рассрочки, Мурат рассказать. Первое, это то, что, допустим, маркетплейс, либо же банк не является собственником товара, который он продает, да, во-первых. Во-вторых, то, что там есть штрафные санкции, да, в случае, если ты не выплачиваешь вовремя. Да, совершенно. То есть, получается, первый момент, который не состыкуется с шариатом, нету договора купли-продажи. Получается, маркетплейс – это просто посредник, который берет комиссию, но реальная продажа осуществляется между владельцем товара, то есть, если я продавец, и уже конечным потребителем, который берет этот товар кредит или там в рассрочку с процентами. То есть именно сама структура сделки, она не соответствует нормам шариата, получается. Это вот первый момент. А второй момент, что в рассрочке это тоже кредитный договор. Там пишется, что 0012, 0024, телефон стоит что так за наличные $1000, что в рассрочку $1000. Но на самом деле там в договоре рассрочки это тоже кредитный договор. И там прописана пеня. До 20 августа пеня была 56%. Вот в 20 августа были внесены изменения на уровне регулятора и уменьшили до 46%. Но это как бы не говорит о том, что пеню убрали, то есть пеня остается. И получается, если человек, например, платит вовремя по графику, например, он взял на 12 месяцев, он платит ежемесячно, он вот эту пеню не чувствует и не понимает. Он говорит, рассрочка классная, я за 100 тысяч взял, за 100 тысяч заплатил. Да. Но если вдруг человек на один день
нарушает свой график, просрочка, с этого дня начинается пеня. 0,5% пеня в день. Уже и не 100 тысяч, там 100 500 будет, да? Добавляется, да. И там еще такой сложный процент. Если первый день добавляется пеня первого дня, на второй день добавляется пеня, то есть от основной суммы, например, если у меня платеж 100 тысяч в месяц, я его просрочил сегодня, завтра у меня на эти 100 тысяч добавляется 0,5% пеня. На второй день уже добавляется 100 тысяч пеня первого дня от этой суммы пеня второго дня. То есть как бы там такой сложный процент. И по сути за короткий срок до вот этих изменений за 90 дней банк накручивал плюс 5-6% от суммы вот этого невыплаченного долга. И по большому счету человек попадает в вот эту вот кабалу, из которой потом выбраться очень сложно. Субханаллах. Есть вот такой вот такие понятия же в исламе, все, наверное, знают, там фардуль айн, фардуль кифая. Вот это именно те моменты, вот фардуль айн, который является индивидуально обязанностью каждого мусульманина, на самом деле необходимо всем изучать, потому что у нас большинство же мусульман, как правило, занимаются торговлей, ведут какой-либо бизнес, какое-либо дело, и без знаний вот таких вот элементарных, да, базовых знаний могут попасть вот в такую вот кабалу, попасть в грех, совершить какое-то вот деяние, которое вызовет гнев Всевышнего Аллаха. Как вот Тимур говорил, это единственный грех, где Аллах говорит, что тот, кто этим занимается, Аллах тебе объявляет войну. В этой войне победитель только один будет, и человек должен понимать это. Еще вот одна есть такая история, когда имама Мухаммада попросили написать книгу о богобоязненности. Он ответил людям тем, что он написал книгу о торговле. То есть богобоязненность, она должна проявляться именно в наших вот финансах, а не почему-то именно не в других сферах. И люди должны это понимать. У нас многие пренебрегают почему-то этим. Многие, вот как вот Ерсун Устаз недавно привел такой пример, когда ты подбираешь себе, допустим, какую-то еду, пищу, ты там берешь и изучаешь тщательно состав, проверяешь, все есть, там нету, ешки, не ешки, там. Ну а почему ты в своем заработке также трепетно не относишься к этому? Это очень важный такой момент. Еще хадис же есть, я его не помню дословно, вот когда там один за другого хотел стать там поручителем, я не знаю, в каком деле, то типа, имел ли ты с ним торговые отношения, кто-то ответил нет, но тогда ты не знаешь его. Да. И, кстати, на днях прочитал одну очень классную статью. Вообще в шариате разделение риска – это самая, так сказать, идеальная концепция риск-шеринг, когда инвестор выделяет деньги своему партнеру, то есть в мудараба, да, там партнер управляет, или же, если это мушарака, то все партнеры разделяют риски. И получается, вот эта концепция разделения риска, она вообще приветствуется в шариате. Это самая идеальная концепция. И в статье вот было вообще, применима ли сегодня концепция разделения риска. И какие были условия в прошлом. То есть в прошлом исторически эта концепция работала, когда вот золотой век ислама, когда мусульмане, так сказать, именно золотой век, да, вот когда мы берем, когда мусульмане, так сказать, процветало это общество, вот эта концепция, она работала, мушарака, мудараб, это все работало. И в статье вот был задан вопрос, какие были условия того периода, которые нужно взять за основу сейчас, чтобы вот это разделение риска могло быть, ну, как применимо сегодня. И один из аргументов был, что в те времена вот уровень богобоязненности был настолько высокий, что люди, которые брали на себя ответственность, они понимали, что это ответственность перед Всевышним, и выполняли свои обязательства в рамках этого партнерства. А в наших реалиях, к сожалению, получается, вот разделение риска, она вот очень рискованна, да, опять-таки для инвесторов, для финансирующей стороны. Почему у нас те же самые исламские банки и финансовые компании не идут в 100% халяльный формат, где вот разделение рисков, потому что другая сторона, принимающая сторона этой инвестиции, не всегда добросовестна, не всегда получается ответственно, и опытным путем те же самые инвесторы и компании приходят к тому, что они обжигаются, и потом уже начинают, так сказать, очень жестко подходить к требованиям своих контрпартнеров, да, получается. И это вот реалии современного мира, да, получается. Я вот сейчас вспомнил один кейс про инвестиции, да. Есть у меня два крупных бизнесмена, и один у одного, получается, привлек инвестиции. И почему-то у нас вот вообще понятие инвестиции
у мусульман почему-то вообще нет. У нас как инвестиции в основном все воспринимают, как я тебе в долг дал. То есть у нас думают, что если он дал инвестицию и проинвестировал в твой проект, что это деньги возвратные. У них даже априори нету такого предположения, что эти деньги могут просто уйти. И ты должен это принять. То есть у нас, у казахов вообще нету этой функции. Она вообще отсутствует. У нас понятия риска и инвестиций вообще нету. И этот вот такой кейс для меня был вот это урок на всю жизнь. У них не было договоренности. Как бы один предполагал, что раз он берет инвестиции, то они совместно несут риски. А тот, кто деньги давал, подразумевал, что раз я тебе деньги дал, то ты мне их по-любому вернешь. Это гарантия, да. Да. И потом вот уже 3 года у них там, не знаю, 10 тысяч устазов посетили, там уже там в суд пошли, разбираются, уже 2 брата мусульманина. Этот говорит, нет, ну как, я у тебя взял деньги в проект, вложил, проинвестировал. Ты должен был понимать, что есть риск, что проект не пойдет. А тот говорит, нет, как так? Я тебе дал, ты должен мне их вернуть еще и с прибылью. А я вот когда был, вот просто вот я им объяснял, они тоже попросили выйти вот на Махсатбек устаза, на тех людей, на тех. Я на своем уровне пытался объяснить ему, что раз вы деньги дали, вы же должны понять, вы же бизнесмен, что вы их даете, вы можете просто их безвозвратно отдать. Либо же он вам принесет их с прибылью. Вот такие кейсы даже есть. Кстати, мы тоже часто бывает, мы делаем разборы с предпринимателями. И большинство, действительно, вы правы, что инвестор, когда дает деньги, у нас идет такой банковский формат. Я даю 100 миллионов под 20% годовых и с гарантиями там возврата, да, получается. Соответственно, предприниматель берет эти деньги, потому что вопрос ликвидности очень, актуален сейчас. Он берет. И когда в процессе выясняется, что... То есть многие предприниматели сами не знают. И инвестора не знают, когда выдают эти деньги под проценты. И те, кто берут эти деньги, тоже не знают. То есть они соглашаются, берут, чтобы бизнес шел. А потом, когда выясняется, что это не халал, возникает вопрос, а что делать дальше? И в основном вот ребята, которые эти деньги брали, они говорят, а как мне поступить? То есть мне возвращать эти проценты, это же риба. То есть, моя вот обычная рекомендация... Если ваш инвестор готов принять именно халал формат, сказать, что вот это было неправильно, да, мы это не знали, давай сделаем, как это должно быть по шариату, халал. Если обе стороны согласны, тогда да, можно переформатировать. Но если одна сторона, инвестор говорит, ничего подобного, там, я как давал, ваш уже... Так сказать, договор есть, существует, лучше его закончить, так сказать, закрыть и следующее партнерство делать уже в халяльной версии. Я, кстати, потому что тоже встречал. Да, сказать, что нет, оказывается, это не халал, я тебе не буду возвращать, но так тоже не пойдет. Почему-то те люди, которые вот принимают, они говорят, ты что, мне кинуть хочешь, что ли? Что ты мне тут рассказываешь, что он брал 100 миллионов, хочешь отдать 100, где 20? Ну, это вот, кстати, вот к определению риба. Что такое риба? Это заранее оговоренная дополнительная выгода в долговых отношениях. То есть, если есть долг, то есть, если я как инвестор дал 100 миллионов как бы в долг, уже долговые отношения образовались. И если я фиксирую заранее любой прирост сверху, это и есть риба. Вы даже говорили вроде, если там чашку кофе купить. Именно в долговых отношениях получается. И вот это критерий, так сказать, понять, это риба или нет. Это уже какой-то интерес у тебя, получается, есть, да? То есть вы, получается, видите, как, откуда это все выходит, это с концепции разделения риска. Шариат требует справедливости. То есть если, например, я инвестор, Тимур мой управляющий партнер, он ведет весь бизнес, то есть я этот бизнес, например, автобизнес, да, вот, например, Тимур очень классно в этом разбирается. Я инвестор, я не понимаю, как это делать, но у меня есть деньги. Соответственно, у него есть знания, у меня есть деньги. И шариат говорит о том, что должно быть справедливое партнерство. То есть, если я инвестирую деньги, я должен разделять риски вместе с Тимуром. И тогда есть справедливый формат, то есть я проинвестировал, Тимур исполняет работу, то есть Тимур инвестирует свою жизнь, свою энергию, свою репутацию в этот проект, и мы заранее оговариваем, как будем делить прибыль. Вот это самое основное. Соответственно, если прибыль есть, мы ее делим, если прибыль нет, тогда мы ее не делим. А если я говорю, ничего подобного, Тимур, я тебе 100 миллионов дал, ты мне обязан, я твою квартиру сейчас заберу, там на мои 20% сверху, то я поступаю несправедливо, потому что это же бизнес, то есть это бизнес, есть риски, да, получается. Пусть люди поймут. Проблема исламских предпринимателей в привлечении фондирования, это вот как раз таки вот привлечь вот как инструмент мудараба, да, когда человек дает, и потом в конце мы там с ним разделим уже, что придет, а не заранее зафиксированную там прибыль.
Я вот несколько раз пытался общаться как и с инвесторами, и с классными стартаперами, которые ищут инвестиции, но у нас почему-то вообще отсутствует понятие, как вообще этот инструмент должен работать. Когда инвестору говоришь, дай мне там 100 миллионов, да, я могу тебе вернуть, могу не вернуть. Вообще сразу отказывается. У нас вот в априори в Казахстане люди привыкли, что либо ты хотя бы мне эти 100 вернешь, если получится, то еще и с прибыли вернешь. У нас нет такого понимания, что если я 100 миллионов дал в этот проект... Уйду в минус, то так не должно быть. Да, вообще нету этого. Кстати, знаете, вот в Мудараба есть вообще один очень классный аспект, который, мне кажется, очень важно раскрыть. И в формате Мудараба... Надо сразу говорить, Мудараба – это инструмент, это механизм. Да, это получается, это шариатский формат партнерства. Это один из форматов в шариате, когда один партнер ставит деньги 100%, а второй партнер делает всю работу. И в этом формате вот есть уникальная такая бонусная часть для инвестора. Например, если я инвестор, я 100% инвестирую в проект Тимура, те же самые 100 миллионов, то получается активы, которые покупаются на эти 100 миллионов, принадлежат инвестору. Они не принадлежат Тимуру как исполнителю. И получается, если вот, автобизнес, да, вот я эти 100 миллионов инвестировал, мы заранее договорились, что чистая прибыль будет делиться в пропорции, например, 50 на 50. Нету гарантии, что прибыль будет, да. Но, по крайней мере, для инвестора вот эта безопасность заключается в том, что все активы, которые приобретаются на эти 100 миллионов, они принадлежат инвестору 100%. Например, если Тимур машины купил, он их выставил на базар, то есть продают, то есть машины не продались. Здание построили, да, там офис. Или здание построили, да, то есть любой проект, например, на примере машин, эти 100 миллионов были инвестированы на покупку, например, китайских автомобилей. Продаем, машины не продаются. Проект не пошел, но, по крайней мере, эти все машины принадлежат инвестору. В случае, если прибыль не получилась? В случае, если прибыль, да. То есть это какая-то как подушка безопасности для инвестора. И большинство у нас как вот этот пункт мы не доходим до этого. Потому что у нас обычно как создается ТО, там условно 50 на 50, то есть 50% мои, 50% Тимура, и уже по умолчанию у управляющего партнера 50% доли в активах уже по умолчанию сидит. Но на самом деле в шариате все справедливо. Как раз таки, если ты даешь 100% деньги и идешь на риск, ну, тогда у тебя есть право в этих активах на 100%. А у Тимура основная мотивация – это чистая прибыль. То есть он не рассчитывает на активы, он понимает, что это имущество моего инвестора, но я заточен на то, чтобы получать чистую прибыль. И его задача как можно быстрее эту чистую прибыль получить, потому что его мотивация именно в чистой прибыли. Машаллах. И в активах. Есть что добавить, Тимур? По рассрочке мы, надеюсь, уже все закрыли. Жарко стало. Еще только начало. Подожди. Теперь вот, знаете, вот мы как бы дали, думаю, базовые понятия там по рассрочке. Думаю, все понятно, на пальцах объяснили, все, идем дальше. Теперь вот у зрителя, конечно же, возникнет вопрос. А что вы предлагаете? Мы сейчас тут поумничали, там, рассказали, там, а где альтернатива есть, куда идти? Что делать? Есть ли у нас? Да, я мог там дополнить, да, вот. Вот в начале этого года МФЦА провели, МФЦА это вот организация, да, в Астане, провели опрос среди там мусульман, достаточно много мусульман опросили, и там выявили, что есть большая потребность на исламские финансовые продукты, это вот там исламские депозиты на уровне 2 триллионов тенге, есть спрос, да, исламское автокредитование на уровне 1 триллиона, исламская ипотека на уровне 1,6 триллионов, такафул, исламское страхование там на уровне 70 миллиардов. То есть там, короче, хороший спрос на исламские продукты. Там, где есть спрос, соответственно, всегда есть предложение. Вот сейчас, вот на прошлой неделе у нас прошел Астана Finance Day, где выступили участники исламского рынка финансов. И вот я заметил, что вот на рынке у нас сейчас есть какое-то такое волнение, возбуждение, да, того, что многие ребята, они вот там начинают, там, кто-то получает лицензию, кто-то запускает компании, кто-то начинает там, вот там, у нас выходит по халал-скрининг делает, кто-то делает исламскую ипотеку. Вот Таяб сейчас занят там автокредитованием исламским, да, вот сейчас мы про депозиты разговаривали. По депозитам тоже вот сейчас вместе с Алиф Исламик банком, это вот единственный банк в Астане, который имеет лицензию при МФЦА, исламского банка, совместно с ними, вот сейчас тоже мы в процессе запуска продукта исламских депозитов, то есть через инструмент инвестиционный
Restricted Wakala, да, ну, там тоже можно это подробно в него уйти, но я думаю, что не имеет смысла сейчас, по крайней мере. То есть вокруг да около, да, сейчас немного исламских компаний финансовых, которые предоставляют какие-то продукты. Вот. Таяп, наверное, сейчас пока что по авто. Но я думаю, что вот в ближайшие полгода, в ближайший год эта ситуация изменится, да, и у мусульман Казахстана там появится очень хорошая альтернатива, хороший выбор продуктов. Нам, знаете, вот, дорогие братья, нужен, наверное, продукт, который именно бы предоставлял услуги на приобретение именно бытовых товаров. Стиральная машинка, телефон, там, чайник, утюг, там, вот, да. На такие продукты нужен исламский продукт. Чтобы вот мы сейчас говорим, там, то нельзя, это нельзя, сюда нельзя, это, ну, спрос большой. Рынок огромный. Неужели мы не можем сообразить какой-то продукт? Да, BNPL это, конечно, очень такой высокомаржинальный, очень нужный товар на рынке, но он при этом очень рискованный, потому что, по сути, вот это все, про что ты говоришь, это беззалоговые продукты, потому что если человек телефон купил, он потом не вернет, а если он купил там машину или там недвижимость, то залогом, по сути, его вот этой рассрочки по факту может являться и автомобиль, и недвижимость. А вот в этих бытовых товарах не может. Но туда тоже есть компании, которые идут, поэтому иншаллах. Есть вроде бы кейсы, вот, ну, в России есть, я точно знаю, в Дагестане, по крайней мере. В Малайзии, наверное, там вообще, да? Ну, я вот хотел такой аспект попытаться раскрыть. Получается, наверное, одна из проблем в целом, почему нету таких халяльных продуктов на рынке, ну, в таком в массовом, да, вот как бы сегменте. У нас вот сейчас 3 исламских банка в Казахстане. Это вот Аль-Хиляль банк, Заман банк, который регулируется агентством АФР, да, вот бывший АФР, агентство по развитию и регулированию финансового рынка. И третий банк, это вот Алиф Исламик банк, который на базе МФЦ. И я вот смотрел статистику буквально вот на 1 августа обновил статистику. Вот эти 2 исламских банка, Аль-Хиляль банк и Заман банк, они у нас вообще 21 банк второго уровня. И вот эти 2 исламских банка, они стоят на самом последнем месте, на 20-м и на 21-м. Соответственно, если взять долю тех денег, которые вот эти 2 исламских банка выделили в экономику, на 1 августа их доля составила 0,34%. То есть 0,34% всех денег, которые были выданы в экономику через банки, они были выданы, вот эта халяльная часть составляет 0,34%. И вопрос, а почему так происходит? Вопрос очень, ну, в смысле, ответ очень прост, потому что банк – это тот финансовый институт, который собирает депозиты, а потом эти деньги выдает в виде там, кредитов или в виде халяльного финансирования. И проблема исламских банков в Казахстане заключается в том, что нету депозитов. Потому что потребитель и большинство братьев-мусульман, как бы и сестер, они не понимают и боятся формат исламского депозита. То есть, если бы даже на цифрах, если взять, вот доля исламских депозитов в структуре всех депозитов, да, вот если взять в 21 банк в Казахстане, у нас было, я могу даже точную статистику сказать, чтобы на 1 августа 38,5 триллионов тенге, это вот депозиты. Из них получается 0,013%. Это 0,013. Это даже это не 0,1%, а 0,013. Вот эта халяльная часть депозитов составляет 0,013%. И, соответственно, у этих исламских банков, у них вот такая депозитная база, ну, столько денег, которые зашли в банк, они, соответственно, могут вот столько-то выдать. А Халык банк и Каспий банк, им принадлежит 50% всех депозитов в Казахстане размещены в 2 банках. Это Халык банк и Каспий банк. В Каспий банке порядка 11 миллиардов долларов лежит на депозите. Это физлица. Соответственно, Каспий банк, имея депозитное плечо в размере 11 миллиардов долларов, представьте, это какое как бы фондирование, да? Они, соответственно, делают такие шикарные продукты за счет того, что там очень много денег лежит на депозите, и они их в виде рассрочки, вот опять-таки эти продукты и делают. Исламский банк, если бы имел такую же сильную депозитную базу, конечно, он бы смог бы выдавать те же самые рассрочки халяльные, те же самые продукты,
Но проблема как раз-таки в том, что формат исламского депозита не предполагает гарантию. Например, если вы пойдете тот же самый Заман-банк, в Аль-Хиляль-банке уже закрыли, к сожалению, эту программу. Но если вы пойдете на исламский, захотите положить деньги на исламский депозит, банк вам скажет, мы не гарантируем вам доходность. Потому что вы тоже, вы как партнер. Несете риск. Вы как партнер должны деньги вложить в исламский банк. И исламский банк, как аманат, ваши деньги дальше реинвестирует в какие-то проекты, получает прибыль, с этой прибылью с вами делится. Но банк не гарантирует вам возврата, не гарантирует вам начисление каких-то вознаграждений. И вот эта информация для большинства мусульман, она как бы шокирующая. Как так? Я деньги свои положил, мне нету гарантии, нету фиксированного вознаграждения, и еще нету гарантии вот этого фонда гарантирования депозитов. Деньги могут уменьшиться еще. Деньги могут уменьшиться, то есть в договоре так прописано. Понятно, что исламский банк, ни один исламский банк не сделает такого, потому что это же его клиент, он борется за клиента, он сделает все, чтобы выплатить. Но де юре это противоречит принципам шариата, не должно быть гарантий. Если вы партнер банка, вы по справедливости должны нести какие-то риски. И вот это наверное, условие многих братьев отталкивает. Здесь, знаете, камень преткновения такой, что если я хочу такой тезис самый ключевой выделить, как потребитель мы должны понимать, что если ты хочешь, чтобы у тебя был исламский какой-то халяльный инструмент, вкладывай в исламский банк. Совершенно верно. Все. Здесь, наверное, аят из Корана, общество, которое... То есть Всевышний не поменяет положение общества, пока общество само не поменяет себя, да? И здесь как раз-таки, если мы хотим, чтобы этот рынок развивался, мы должны идти и понимать, что есть халяльные депозиты, формат требует определенных рисков, хотя бы де юре, да, то есть де-факто, может, там рисков мало, но как только мы начнем это делать, соответственно, у нас и сила, и фондирование этих исламских банков, и тех же финансовых компаний возрастет, и, соответственно, появятся эти продукты. У меня еще есть несколько очень интересных вопросов, которых нам надо быстро обсудить. Первый из них, раз уж мы затронули тему исламских депозитов, в чем же отличие исламского депозита и обычного депозита? В обычном депозите, как мы сказали, например, тот же самый Халык банк или Каспий банк, два самых крупных банка в Казахстане. Если я открываю депозит, я кладу туда 1 миллион тенге, банк мне гарантирует фиксированное вознаграждение. То есть плюс 14% тенге я получаю за эти 12 месяцев. Помимо этого у меня есть казахстанский фонд гарантированных депозитов. Это гарантия, если вдруг этот банк обанкротится, у меня есть еще дополнительная гарантия. Возвращаемся к критериям риба. Риба – это любая дополнительная выгода от долговых отношений, которые заранее оговорена. Соответственно, я отдаю 1 миллион тенге в долг банку. Когда я кладу он и депозит. Должен мне миллион вернуть. Он мне должен 1 миллион, но в договоре прописано плюс 14%. Это заранее оговоренная дополнительная выгода. То есть я как вкладчик, я не рискую. То есть я положил, а дальше это уже головная боль банка. То есть я законно получаю свои плюс 14%, которые по шариату это риба. Как раз Они не дозволят. Да. Это классический депозит. В халяльном формате мы сказали, что один из принципов шариата – это разделение рисков. Соответственно, этот формат исламского депозита, он требует разделения рисков. Потому что он не дает гарантии тебе. Нету гарантии. То есть, если я иду и кладу тот же самый 1 миллион тенге на исламский депозит, исламский банк не дает мне гарантии, что он начислит какое-то вознаграждение. Потому что эти деньги исламский банк дальше реинвестирует в проекты предпринимателей. И, соответственно, чтобы банк был справедливым к предпринимателю, банк требует справедливости, чтобы я был тоже справедлив по отношению к банку. И тогда формат работает. То есть, если я кладу этот миллион, иду на риск, соответственно, я передаю банку в доверительное управление. Банк в таком же формате может с предпринимателем может быть справедливым, получается. И этого и требует шариат, получается, видите? Ну, альхамдулилля. Если так посмотреть, глубоко задуматься и эти базовые понятия изучить, то все становится понятно и выгода очевидна в сторону шариата. Безусловно, мне кажется. Потому что, смотрите, если в классическом обычном депозите, мы обычно, если берем кредит в банке, как предприниматели, всегда идет, как бизнесмены знают, банк меня отжимает, то есть требует залоги, он несправедлив, бизнес пошел, не пошел, требуется вознаграждение. Но если взять, например, как предприниматель, классический банк и вкладчик на депозит, то есть если я как вкладчик положил эти деньги на депозит,
и у меня уже есть фиксированное вознаграждение, и меня не волнует, как банк свою деятельность оказывает. То есть, то есть деньги на входе уже заходят в несправедливом формате. Соответственно, банк поступает также несправедливо по отношению к конечному предпринимателю, потому что у него уже есть обязательства передо мной, плюс там 14% заплатить. И, соответственно, банк понимает, что у него есть регуляторные там требования, и он уже отжимает предпринимателя так, чтобы в любом варианте предприниматель ему деньги вернул. Он вернул. Соответственно, видите как. Ну, надеюсь, люди поняли всю эту систему, по депозиту тоже затронем. Ну, грубо говоря, вот если так простым языком объяснить, вот я Тимуру занял 100 тысяч, я не должен ему говорить, я тебе 100 тысяч занял, ты мне 100 тысяч возвращаешь, но и ведешь меня в кафе, грубо говоря. Условия ему диктовать. Накорми меня, допустим, там, или купи мне чашку кофе. Условия не должен такие выдвигать. Да, должна быть справедливая модель. То есть вы, если даете, вы должны идти на риск вместе с вашим. То есть это если ваш партнер, вы решили на этом заработать. В шариате же как, если вы даете в долг, чтобы помочь, то вы на этом не зарабатываете. Если я даю 1 миллион тенге Тимуру в качестве помощи, я жду благодарность только от Всевышнего. Я не жду благодарности от Тимура, то есть, потому что я ему помогаю. В реальности мусульманин помогает другому мусульманину. Но если я хочу заработать на этом 1 миллионе, тогда шариат говорит, будь любезен, иди на риск, создавай партнерство, это будет формат мудараба или будет формат мушарака. Иди на риск, и тогда твоя прибыль будет халяльной, потому что ты действительно рискнул, ты пошел на риск, ты эти деньги подверг определенному риску, получается. Здесь вот, знаете, следующий вопрос, который бы хотел обсудить, и он является на самом деле очень важным. У нас в обществе есть такое шаблонное мнение, что все, кто связан вообще с этой темой, мудараба, там, исламский финанс, все мошенники, потому что есть плачевный опыт, и многие стараются на этом заработать. Там та же самая мудараба, кэпитал, там, я не знаю, рой, там, аманат, вот эти вот все финансовые пирамиды, вот эти все кооперативы. Вообще в целом сами кооперативы, как вот инструмент, они как дозволены, нет, финансовые пирамиды. Вот там вложишь сейчас там 100 тысяч тенге, там через там 5 тысяч человек, ты там квартиру получишь. Там, люди верят в это. И они идут на это. И вкладывают в эти деньги. У нас вкладчиков в эти вот кооперативы, на самом деле, там сотни тысяч по Казахстану. И вот как с ними быть? Как им объяснить, что это заведомо уже проигрышная система, где ты не увидишь никогда квартиру? И причем многие мусульмане туда вкладывают деньги. Большинство почему-то. Ну, мне кажется... Это вот опять возвращаясь к финансовой грамотности, да, получается. К сожалению, у нас же народ очень доверчивый, и получается, когда говорят, что это шариат, это халал, у некоторых людей сразу отключается какое-то критическое мышление, то есть и они по умолчанию начинают доверять. На доверии просто. На доверии, да, получается. Но, на мой взгляд, вот субъективно в начале, то есть как фильтровать компанию, то есть вначале делать в целом финансовый анализ компании, и потом уже применять какие-то шариатские скрининги, то есть критерии, насколько это халал или нет. Недавно у меня один человек обращался по запросу покупка вот этих самокатов. Есть компания, через биткоины, не биткоины, там через крипту покупаешь, там инвестируешь, покупаешь якобы самокаты, и компания тебе платит. Но я погрузился, посмотрел, что за компания. Этой компании не существует. Ее нету, то есть она на бумаге как бы есть, но в реальности этой компании не существует. И это вот как финансовая пирамида, то есть люди, там 10 уровней, ты вкладываешь, тебе выплачивают, чтобы еще получить, должен еще вложить, как получится. И я этому человеку, когда объяснял, он спрашивает, а это халал или нет? Я говорю, помимо того, что даже если формат будет халал, это финансовая пирамида, то есть если ты сейчас вложишь в это деньги, то ты их, скорее всего, потеряешь. Но он продолжает меня спрашивать, говорит, а это халал или не халал? Важно, да? То есть, вот как бы, к сожалению, вот здесь нужно, мне кажется, четко фильтровать. То есть, вначале финансовая безопасность и стабильность, и уже потом применять, да, если действительно компания надежная, если действительно как бы проект надежный, потом уже применять фильтры, халал это или нет, и уже как бы решать. Но не должно быть, что если халал, то все, значит, по умолчанию эта компания хорошая. Да, получается, вот в этот момент. Здесь надо отметить, что вот эта компания, которую ты упомянул, Мудараба, она имела сертификат шариатского совета. Ну, то есть, да, и, ну вот с точки зрения там безопасности, наверное, там не была особо сильно проверена. Вот. Вообще, критическое мышление, это, конечно, бич казахстанцев, наверное, потому что критическое мышление отключается в тот момент, когда людям говорят там,
50% годовых, или там, опять же, с этой историей, там какая была, там 300% годовых. И все, критическое мышление сразу отключается, люди когда думают, вот финансовая нажива люди сразу у нас представляют почему-то критическое мышление, короче, это бич, поэтому, наверное, совет, который хотелось бы дать, чтобы люди вкладывались в себя, в первую очередь, в свои знания, да, и в понимание хотя бы каких-то основ по исламским финансам, да. Касательно депозитов, там много, да, историй тоже можно там изучить, там и Мудараба, и у Акала, который есть, и у Ади, и так далее. Вот. Ну, в основе, мне кажется, лежит именно желание быстро разбогатеть. Да, это вот самое первое, мне кажется, вот тезрада байбоб кытымдаген, вот это вот. За раз я сложу куш сорвал. И в такие вот истории вляпаются в основном люди, которые думают, что я здесь и сейчас разбогатею. Хотя на самом деле бизнес-практика показывает, если вы хотите выстроить мощную компанию, вы должны годами в нее вкладывать, и в результате там десятилетнего труда вы получите какой-то результат. Да. Но, к сожалению, мышление такое, что здесь и сейчас. И я вот тоже то, что наблюдаю, почему очень много молодежи сейчас вкладывается в вот эти финансовые производные инструменты, опционы, там, бинарные опционы, вот эти CFD, вот этот весь мусор, который туда вкладывается, потому что там очень можно быстро разбогатеть. И многие, на удивление, я был очень сильно удивлен, очень много сестер, прям, которые практикующие мусульманки, они обучают вот этим инструментам, будучи, не зная, что эти инструменты не запретны в шариате. Но оказывается, вот этот CFD, вот этот Contract for Difference, очень популярен среди казахстанцев, именно среди молодежи, потому что там можно быстро деньги поднять. Вот у него есть $50, он вложил, спекулятивно из них сделал 200, еще вложил, то есть и как бы вот это, наверное, привлекает, что здесь и сейчас я вот быстро разбогатею. Но в результате это то же самое, как казино. То есть мы в большинстве случаев, там, процентов, даже статистика вот этого сайта, я сам зарегистрировался, capital.com, там написано 83% всех инвесторов, которые используют этот инструмент, они в минусе. То есть этот сайт сам предупреждает, то есть, грубо говоря, будьте осторожны, мы вас предупреждаем, но мы вам даем такую возможность. Вот, и вот эта логика, вот здесь и сейчас, я вот сейчас разбогатею. Это, мне кажется, еще больше дает стимула людям заниматься этим. Они же вот эти вот, все бизнес-модели, это же бизнес же чей-то же, они на чем построены? Они, допустим, тебе первые 2-3 транша они тебе дадут, они тебе прикормят, и ты такой, вау, поперло, и давай, там, ты зашел с $50, но уже там смотришь второй транш, ты 2000 вкладываешь. Они тебе тоже там чукс, тебе прибыль закинули. Ты заходишь, реально работай, давай, я все возьму, там, кредит возьму, то возьму, это возьму, загрузился, и бах, куш вложил, а нету. Да. А в процессе вы еще расскажете своим друзьям, родственникам, что это так классно работает. Есть еще такой вот, наверное, брат, ты знаешь, конкурент ваш, якобы Таяба, Аманат Трайф, есть такая проблема. Проблемная компания или нет, я точно не знаю, но она очень сильно работает на нашем рынке, которая также кредитует вот на машины. Машины обклеенные по городу, везде ездят. Не изучал, не смотрели? Я в целом слышал за многих кооперативов, потому что меня очень многие тоже спрашивают, а вот это халал, это не халал. И когда вот смотришь, погружаешься, действительно, проблема кооператива уже заключается в том, что есть неопределенность. Например, если я создал кооператив, я говорю, что вкладывайте в меня деньги, и я буду без процентов выдавать эти деньги своим подписчикам. И получается проблема в том, что первая проблема – надежность самого кооператива. Потому что, когда кооператив начинает собирать большой объем денег, есть большой соблазн у хозяев этого кооператива эти деньги взять и перекинуть куда-то там в Дубай и просто смыться, да? Да. Вот это самый большой риск. Второй риск в кооперативах – это то, что, да, как бы кооператив деньги собирает, каждый вкладчик, например, какой-то первоначальный взнос сделал, и потом эти деньги используются для финансирования там вкладчиков, например, первого, второго, третьего, кто по списку. Например, мы первого профинансировали, он получил квартиру, у него есть график, по которому он должен платить этому кооперативу. И проблема возникает, что не все люди платят вовремя. Например, ему, да, действительно, как бы купили дом, у него есть обязательство эти деньги платить, но человек просто, получив дом, не платит.
Соответственно, происходит кассовый разрыв у этого кооператива, он уже не может финансировать второго, который в очереди. И получается финансовая пирамида, потому что новые люди заходят, деньги уходят, и просто чисто математически модель уже ломается. И вот это, наверное, две основные проблемы кооператива. Возможно, изначально нет был хороший у организаторов, то есть там есть действительно, как бы, может быть, кооперативы, которые хотели это сделать и, возможно, это делают. Но вот эти две проблемы – это большой риск для самой модели, для устойчивости модели кооператива, получается. Спасибо большое. Есть что добавить, Тимур? Это кооператив Аманат? Да. Ну, такая компания, в общем, не советовал бы туда деньги вкладывать. Но это элементарно, не надо быть экспертом, просто взять математические просчеты, и уже понятно, там, куда стоит лезть, куда не стоит лезть. Касательно вот нашей темы еще есть несколько вопросов. Может быть, на теме, вот, допустим, по опыту там Малайзии, там раньше вот всегда были системы вакфов, да, в халифате, там, ну, постоянно на протяжении всей истории это было. Насколько сложно вообще сейчас это организовать? В современном мире есть ли страны, где это прям практикуется, и применимо ли это в Казахстане, вообще в нашей стране? Вакф – это вообще одна из моих любимых тем, потому что это социальные финансы. В шариате есть финансовые, есть социальные финансы, это тоже отдельное направление в шариате. И вакф – это шикарнейший инструмент для того, чтобы решать какие-то проблемы в обществе. И на практике вот в Малайзии есть закон о вакф, то есть, получается, любой человек может передать свою собственность на вакф. Вакф – это что такое? Вакф – это, получается, вы передаете свою собственность Творцу. И, получается, по правилам вакфа, это имущество, например, если у меня есть земля, я хочу сделать благое что-то для общества, я говорю, я передаю эту землю в качестве вакфа, передаю в собственность Аллаха. И получается, законом этой страны, где есть такие законы, этот вакф защищен, то есть никто не может ничего сделать с этой землей, то есть потому что там прописано, что это земля Творца. И, соответственно, эту землю дальше как-то нужно использовать. В Малайзии эти законы есть, получается, но в Малайзии одна из проблем, которую я увидел, очень много людей передают там земельные участки, там какую-то недвижимость, что-то передают в качестве вакфа, но кто управляет этим вакфом? Управляет этим вакфом в Малайзии есть примерно как наш ДУМК, значит, духовное управление, им, соответственно, в качестве вакфа этот актив передается, но нету, наверное, экспертизы, то есть специалисты того же самого малайзийского ДУМКа не умеют правильно управлять этим активом. Например, вот, например, Тимур нам передал эту землю, там 1 гектар в центре города, и вопрос, а что делать с этой землей? Например, представители ДУМКа – это не бизнесмены, это не финансисты, то есть они чувствуют ответственность, что это вакф Тимура, мы его лучше сохраним, ничего не будем делать, но это, кстати, будет лежать как актив, ну, не то, что актив, как бы просто как земля какая-то. Кто-то, если придет, может быть, там мечеть построит. Но прогрессивный опыт вакф обычно, вот есть примеры, когда, ну, наверное, самый такой яркий пример вакфа – это в Мекке все знают Замзам Тауэрс. Да, вот это красивое, это большое здание с часами, башня. Вот эту башню построили, там была очень такая интересная структура. Изначально земля, которая вокруг мечети Аль-Харам, ее в свое время выкупил король Саудовской Аравии, король Абдуль-Азиз. Он эту землю всю выкупил вокруг мечети и эту землю передал в качестве вакфа на баланс фонда, благотворительного фонда. Соответственно, благотворительный фонд принял решение, а что делать с этой землей? Они думали, потом решили, давай мы эту землю сдадим в аренду строительной компании, которая построит на этой земле вот эту вот башню. И получается, по условиям вот этого договора, фонд, который управляет этой землей, они привлекли строительную компанию, заключили договор аренды на 28 лет, и получается, та строительная компания выпустила еще сукуки, то есть эти исламские облигации. В общем, с рынка привлекли 390 миллионов долларов. Соответственно, эти деньги пошли на строительство этой башни, Замзам Тауэрс. А в результате, получается, фонд, благотворительный фонд, получил какую-то часть гостиничных номеров в этом здании.
И получается, здание стоит, оно через 20... В общем, договор был на 28 лет. Когда этот договор закончится, это здание должны разобрать и снести по условиям этого контракта. Но за эти 28 лет этот вакаф-фонд, которому принадлежит земля, они получают арендные платежи. И эти деньги идут на благоустройство мечети. То есть вакаф использовали, очень умно, да, то есть, да, земля есть, а что мы можем с этой землей сделать? Давай мы дадим строителям, чтобы они построили классный проект, с аренды мы заработаем, получается. И здесь и win-win ситуация, что и строители зарабатывают, и сам вакаф-фонд получает дополнительный поток денег. И, мне кажется, вакаф нужно вот так вот структурировать, делать так, чтобы поступления денег были такими, стабильными. И мне кажется, у нас проблема в том, что в основном, например, если человек хочет сделать такой благой поступок ради довольства Аллаха, он передает землю на строительство мечети. Но мечеть нужно содержать, нужно платить электричество, нужно платить, то есть элементарно, да, как содержать эту мечеть. А если сделать модель, что вы эту землю дадите в качестве благотворительности, управляющий, те же самые BI-группы или кто-то зайдет, построит какой-то бизнес-центр, часть бизнес-центра будет принадлежать этому вакаф-фонду, будет сдаваться в аренду, и это стабильные денежные потоки, на которые этот вакаф-фонд может содержать ту же самую мечеть, получается, или же какие-то другие. И вот эта вот модель, она пока у нас в Казахстане еще не пришла, но ее нужно, мне кажется, применять так, чтобы это было прям очень четко, как модель, которая самодостаточная. То есть не так, чтобы постоянно к спонсорам дай денег, а так, чтобы фонд мог самостоятельно сам себя окупать, получается. И вот это вот, наверное, профессиональный подход к благотворительности, да, получается. Но у нас, кажется, уже есть, да, на рынке какие-то? Нет, у нас есть, но частные случаи, которые понимают важность именно вакфов, они в индивидуальном порядке это практикуют, а так, чтобы это было на массы, и нет, к сожалению, у нас вообще... Это было идеально для мусульманских предпринимателей, которые хотят фандрейзинг, да? В Сингапуре я смотрел тоже, там есть одна книжка по вакаф моделям по всему миру. В Сингапуре есть, там тоже мусульмане же есть, и один мусульманин отдал золотой кусок земли в центре города, туда построили какой-то бизнес-центр, то есть управляющий фонд пригласил лучших менеджеров, там менеджер не мусульманин, там менеджер иностранец, но CEO этой компании, который управляет этим бизнес-центром, он получает зарплату, у него свои KPI, его наняли, чтобы он этот бизнес улучшал и приносил доход. Но весь доход, который приходит в результате, net profit, это чистая прибыль, она идет на цели вот этого благотворительного фонда. Это как устойчивая модель, когда реальный бизнес, который приносит прибыль, но вся прибыль 100% на благотворительность. Нам не хватает такого. Мне знаете, вспомнилась история, вы же говорите про земельные участки, про одна история сподвижника Аббаса, да будет довольно Аллах, дядя посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, когда во время правления Умара возникла потребность расширения мечети, и Умар пришел к этому сподвижнику Аббасу и сказал, что его один дом остался, получается, который мешал расширению. Все остальные сподвижники, конечно, обрадовались и передали свое имущество для того, чтобы включили в территорию мечети. Но Аббас, да будет доволен Аллах, в тот момент был тверд и потребовал даже у халифа, уже несколько попыток было, насколько я помню, уже даже сам Умар пришел просить Аббаса выкупить за большую сумму денег, но Аббас отказался и попросил, получается, в суде разобрать этот вопрос. И в суде, я не помню имя сподвижника, который был именно судьей, но решение было таково, что никто не может силой принудить человека отдать свою собственность имущество в распоряжении государства, неважно на какие это цели, на расширение мечети, на вакф, неважно на что. И этот процесс называется одним из первым судом по правам человека. И решение было каково, что никто не имеет права претендовать на собственность человека. И когда суд закончился, Аббас, конечно, переспросил, что все, решение суда вступило в силу, да. И после этого Аббас, ради Аллаха, сказал, что все, я бесплатно отдаю вам этот участок. Получается, вакф. Это же тоже вакф, получается. И суть в чем была? Во-первых, то, что вакф – это очень
важное и нужное такое дело. Я помню, сподвижники даже свои сады передавали, пальмовые, финиковые. Вот. И здесь вот второй момент, да, в этом судебном процессе было то, что имущество мусульман, оно всегда защищено. Так как ни в одном, не знаю, там, судебном, как это правильно сказать, принципе или методе, как вот в шариате. И на самом деле мы очень сильно нуждаемся в таких людях, которые бы спокойно отдавали бы свое имущество вот в вакф. Я знаю, у нас есть такие мечети, которые строятся даже уже с намерением того, что мечеть сама себя окупала. Они строят там, ну, вы знаете, наверное, ресторан строят, потом при мечети строят магазины по продаже там исламских товаров, книг, различные услуги предоставляют. То есть это тоже делается для того, чтобы как-то выходило на окупаемость, чтобы не ходить там к спонсорам, не просить эти деньги. Ну, в общем, нужный инструмент, альхамдулилля. Пусть Аллах сделает так, чтобы у нас еще больше его было, и много людей понимали вообще его важность. Вам есть что добавить, Тимур? Нету, брат? Нет. У вас, Мурат? Вот сейчас имущество, вы интересно привели пример. Вообще, действительно, имущество в исламе неприкосновенно. И вообще вот есть 5 моментов, чтобы общество полноценно существовало, 5 вещей должны в этом обществе обязательно быть. Это, получается, религия, это, получается, жизнь человека, это имущество, это интеллект и потомство. Как раз вот вы про имущество сказали, что имущество неприкосновенно. Действительно, в шариате частная собственность, она признается, и частная собственность неприкосновенна. И риба, как раз-таки запрет на риба исходит из пункта имущества. Потому что риба приводит к тому, что имущество одного человека перетекает в руки другого человека. Вот этот процентный кредит, он приводит к тому, что меньшинство владеет богатством большинства. Да. И деньги большинства перетекают в карманы меньшинства, что является несправедливым. То есть как раз-таки имущество, ну там человек отдает последнее, чтобы заплатить за эти проценты, за кредиты, и это приводит к дисбалансу в этом обществе. Поэтому запрет на риба исходит именно из пункта, что имущество неприкосновенно в исламе. Мы, к сожалению, еще не успели обсудить много вопросов касательно того же там зикета, допустим, да, благотворительности. Но я вспомнил, что были такие времена, я могу ошибиться, конечно, во время правления Харуна Рашида вроде бы, было такое время, что мусульмане не могли найти тех, кому можно выплатить закят. То есть вот такие времена были. А сейчас мы не можем у людей выпросить закят. То есть понимаете, насколько у нас вот перевернулось мир, вот это вот наше вот, как это, капитализм, да, вот этот материализм настолько нас поменял, что мы к закяту относимся как-то вот. А были такие времена, когда некому было выплачивать закят. До того мусульмане были... Это же как вот оборот же финансов в обществе. Если постоянно каждый предприниматель выплачивал бы закят, действительно мы пришли бы к тому, что а кому уже выплачивать? Идет, по-моему, присваивание. То, что вот современный капиталистический мир и модель говорят о том, что человек человеку враг, прибыль должна быть максимализирована. Соответственно, то есть ресурсы в этом мире ограничены, и человек должен только думать о себе и о своем благополучии. Вот это вот как бы основной посыл капитализма, этой модели, да. В исламе же как раз-таки наоборот, говорится, все имущество принадлежит Аллаху, да. И оно тебе дано во временное пользование. То есть тебе дали во временное пользование, и в качестве, так как это имущество принадлежит полностью Творцу, ты являешься лишь временным управляющим этим богатством, да. Потому что ты не заберешь это богатство с собой в могилу. Всегда у тебя есть действительно деньги, ты это делаешь, как бы, ты как временный управляющий на этой земле, и, соответственно, так как это богатство принадлежит полностью 100% Творцу, Творец говорит, что в моем богатстве есть доля неимущих, как раз-таки закят. Неимущие, там есть же 8 категорий, и в Коране аят предписывает, что будь добр, тебе дали на временное пользование это имущество, заплатить часть, то, что принадлежит беднякам в этом имуществе, получается. Но у нас идет присваивание, что это я,
это мое, я вот как бы, ну вот это же сам я сам заработал, да. как бы, да, своим трудом, своим потом, да, получается. И, соответственно, какие там какой там еще закат, какие-то, да? Да. Здесь, кстати, практический совет от Мурата Алиаскерова, да, с Лариба, по как раз-таки закату. Но это, я не знаю, хукм этого лайфхака, он так говорит, что иногда бывает сложно там, за год просчитать, и вот там 2,5%, иногда бывает психологически сложно расстаться с этой суммой, поэтому что он делает, он берет там каждый месяц, за предыдущий месяц, кажется, отсчитывает 2,5%, то есть 2,5% от месяца отдать типа не так сложно, чем 2,5% от года. Единоразово большим траншем, да? Да, каждый месяц. Аллах разболсын, дорогие братья, гости, что пришли, поделились полезной информацией. Надеюсь, подкаст раскроет очень много тем, будет полезным для зрителей. В конце небольшое наставление. Такую жирную точку надо поставить. Давай, Тимур, начинай. И я бы как итог, наверное, этой встречи хотел бы привести хадис, который в сборнике хадис Бухари, Сахих. Это про как раз-таки взаимоотношения между мусульманами в торговле. Да? То есть хадис что говорит? Если два брата, если два мусульманина ведут торговую сделку, и они открыто обсуждают условия и говорят правду, до тех пор в этой сделке есть баракат. Да? И он вроде бы какой-то банальный, но если в него погрузиться, то в целом по ним понятно становится, что вот эти условия надо обсуждать открыто, и в какие-то моменты у нас там бывает, там какие-то там с братьями обсуждаешь дела, и тебе неудобно вот про деньги что-то там, короче, сказать. Но если ты будешь к этому относиться так, что если ты сейчас это открыто не проговоришь, то баракат, как бы по хадису, он как бы уходит из твоей сделки. Поэтому только из-за этого хадиса открыто нужно обсуждать эти сделки. Поэтому, наверное, как итог, не нужно бояться обсуждать все до последних деталей, все обсуждать, все прописывать в торговых своих сделках. Да, по сути, вся жизнь наша там, это торговые наши сделки, да. Поэтому в любой ситуации все условия досконально обсуждать и не бояться того, что люди скажут, что ты там душнила, дотошный. Душнила. Это на самом деле же основа основ же. Да, это основа. Это же хадис, что любую сделку нужно прописывать. Да. Вот. Аллах разболсын. Спасибо большое, брат. Со своей стороны, наверное, еще раз хотел повторить вот этот аят в Коране о том, что Всевышний не изменит положение общества, пока общество само себя не изменит. И мне кажется, здесь очень важно, наверное, каждому мусульманину в Казахстане, если он впервые слышит о таком понимании, как исламские финансы, халал финансы, начать изучать, начать разбираться, что это, как поступать. И, наверное, для тех, кто уже находится в каких-то финансовых сделках, которые не халал, да, по критериям шариата, но они туда зашли по незнанию, наверное, хотелось бы привести, опять-таки, аят из сура Аль-Бахара, 275 аят, где говорится все то, что было до. Там есть такой пункт, там смысл как бы этого аята в том, что риба запрещена, но то, что было сделано по незнанию до этого момента, оно остается на попечительстве Всевышнего. И там я когда вот тафсир слушал, там именно глагол такой, что не переживайте. То есть именно Всевышний говорит о том, что я позабочусь о том, что было сделано по незнанию, по ошибке. Но если человек, уже зная, уже 100% будучи уверенным, продолжает в совершении этого греха, да, тогда к нему другое отношение. И поэтому для тех, кто просто по незнанию, по каким-то обстоятельствам в такие дела залез, то пусть они, так сказать, будут спокойны, что завершить эту нехаляльную часть, закончить, и дальше уже начинать с чистого листа и продвигаться именно в направлении халяльных финансов. Аминь. Аллах разболсын. Большое спасибо, что уделили время, еще раз пришли, оказали нам честь, поделились полезной информацией. Надеюсь, подкаст получился продуктивным, полезным. Дорогие братья и сестры, обязательно поделитесь этим видео со своими родными, близкими, поставьте лайк, пишите комментарии, будьте активными на нашем канале, ведь вы будете участниками продвижения исламского именно давата, именно призыва, распространения благого. Пусть Всевышний Аллах запишет вам за это благом.
Также мы прикрепим страницы наших гостей, где вы найдете очень много полезной информации именно касательно исламских финансов, их инструментов, рассрочка, депозит, ипотека. Обязательно на них подписывайтесь. И на этом все. Надеемся, что подкаст будет полезным, принесет вам пользу. Большое спасибо за то, что были с нами. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.